Мои коллеги, разрешите представить слово для приветствия заместителю директора Института стратегических исследований Альфие Рашитовне Кузнецовой. Альфия Рашитовна, вам слово. Спасибо большое, Айтуган Эрикович. Добрый день, уважаемые участники конференции. Мы с громадным удовольствием приветствуем всех вас на сегодняшнем очень важном мероприятии для нашего региона, для нашей страны, для вообще планеты. Чрезвычайно насыщенная программа и солидный состав участников позволяют говорить о конференции как об одном из значимых, авторитетных мероприятий. В рамках конференции запланированы открытые и содержательные дискуссии по широкому кругу актуальных проблем развития современной филологии. Предлагаются новые идеи, подходы к решению наиболее острых экономических и социальных проблем, которые ставит перед нами современный мир. Цивилизация начинается тогда, когда люди создают способы хранения и передачи накопленного человечеством опыта. Способность региона успешно адаптироваться к динамично меняющемуся миру, сохраняя при этом свои основополагающие ценности, определяет его устойчивость, стабильность и глобальную конкурентоспособность. Именно поэтому при анализе современных проблем филологии необходимо опираться на подлинно научный подход. В условиях усиления элементов турбулентности и неопределенности современной эпидемиологической ситуации значение интернет-технологий последовательно возрастает. От объективности поступающей информации во многом зависит ее восприятие, а значит и атмосфера, в которой принимаются управленческие решения. Конференция еще раз демонстрирует безусловную важность и социальную значимость исследования проблем современной филологии. Благодаря благородная подвижническая деятельность, которую выполняют организаторы конференции, позволяет сохранить преемственность культуры, превратить информацию в знания. Я уверена, что конференция пройдет с успехом, будет содействовать укреплению международного и межрегионального сотрудничества, будет способствовать росту доверия и взаимопонимания в отношениях между научными теориями, а результаты найдут воплощение на практике. Я убеждена, что открытые и плодотворные дискуссии в рамках сегодняшнего представительного форума не только помогут лучше ориентироваться в современных глобальных реалиях, но и позволят выработать практически полезные решения. Я хочу поблагодарить наших организаторов за интересную и актуальную повестку дня, а участникам пожелать интересных дискуссий, полезных контактов и, конечно же, значимых результатов. Спасибо большое, Айтуган Эрикович. Айтуган Эрикович, микрофон. Очень большой, важный для нашей общественности, научный. И здесь, конечно, надо отметить, что они были многогранны. Их деятельность была очень разносторонней. И у них имеется достаточно, скажем так, большое количество учеников. Но надо отметить и такой момент, что дети обоих наших академиков, в честь которых посвящена конференция, они продолжают дела своих родителей. В частности, хотелось бы предоставить слово Юлдашу Зинуровичу, сыну Зинур Газизовича. Значит, Юлдаш Газизович. Юлдаш Зинурович. Юлдаш Зинурович, прошу прощения, я волнуюсь. Нормально. Да. Очень приятно. Слушаем вас. Вам слово. Рад вас видеть всех. Хайырлы күн, хурматлы коллегалар, конференциялар катнашучылар. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Айтуган Эрикович. Добрый день, дорогие друзья. Я тоже волнуюсь, кстати. Я рад приветствовать участников и организаторов этой международной научно-практической конференции современной филологии, проблемы и перспективы. И поздравляю вас с открытием этого значимого и важного события в научной среде. Я также выражаю
огромную благодарность организаторам конференции, в которой целый ряд мероприятий и докладов посвящена деятельности моего отца, академика Академии наук Республики Башкортостан Зенура Ураксина, за возможность принять участие в конференции и за предоставленное мне слово. Вместе с тем я выступаю и от лица Национальной библиотеки имени Ахмед Заки Валиди и всего библиотечного сообщества республики. Библиотечная деятельность прочно связана с наукой, в частности, и с филологией. Здесь хранится и постоянно пополняется богатейшая коллекция книг, издаваемых на территории нашей республики. И особое внимание при этом уделяется культурному наследию башкирского народа. В 2020 году, объявленном годом башкирского языка, в республике проводится множество мероприятий, направленных на сохранение и развитие башкирского языка. И библиотеки принимают в этом активное участие. Организуются выставки книг, акции по комплектованию книгами на башкирском языке, круглые столы и диспуты по данной тематике. Мой отец, академик Зенур Ураксин, оставил после себя богатейшее научное наследие, как ученый, как организатор науки, общественный деятель и писатель. Его исследовательские труды в области фразеологии башкирского языка, топонимики, социолингвистики будут служить фундаментом для дальнейшего развития нашего родного языка. Я верю, что его вклад в развитие башкирского языка будет также по достоинству оценен и в далеком будущем благодарными потомками. В завершение своего приветственного слова я хочу пожелать организаторам конференции и всем ее участникам успешного проведения всех запланированных мероприятий, новых научных изысканий и открытий. И хочу заключить свою приветственную речь словами Зенура Ураксина. Тел милләттең мөһим бер билдәһе, уның танытмаһы йөзе булып тора. Телдән дә ябай, шул ук сакта бай һәм гаҗәп сара юк. Эскәм һыу һәм хулаган һава кеүек табигый. Тел гыйлеме минең язмыш. Булган тормышымды, көсемдө тел яшәешенә үстерүгә бирдем. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Спасибо за внимание. Я закончил. Да, спасибо. Тогда, значит, я думаю, сейчас будет эта возможность выступить президенту Академии наук Республики Башкортостан Альфису Суфияновичу Гаязову. Прошу, Альфис Суфиянович. Хәерле көн, хөрмәтле достар, тугандар, коллегалар. Безнең өчен бик кирәк булган һәм бик мөһим булган конференцияларыбызның береһе. Ысынлап та ошо ике академик калдырган эзде бүген көндә баһалап бетергәнбез. Улар эшләгән эшләр, улар һәдеп калдырган юлдар бүген көндә безнең өчен маяк булырлык юлдар. Бuna ничә елдар инде башкорт филологияга ике кешенең күрсәтмәләренә карап үтә дип әйтер идем. Чөнки улар икесе лә шул тиклем бай, белемле кешеләр иде һәм улар һәрберсе бүген көндә үзләренең мәктәбен, школа дип әйтәбез бит инде, булдырган кешеләр. Минем уемча, буны ошондай конференциялар, буны ошондай һөйләшүләр, улар бөтәһе безнең фәнде үстерә торган кирәкле һөйләшүләр дип уйлыйм. Буна бүген әле без улар әйтеп бетермәгән
бик күп немеләрне искә алып үтербез. Һәм минем уемча филология фәнен үстерү өчен кирәк булган ошо юнәлештәрне билдәләп үтербез дип уйлыйм. Хөрмәтле коллегалар, барыбыз өчен дә бына ошондай күренекле ардаклы кешеләребезнең биографияһы, уларның эшләгән эшләре маяк булып тора. Шулай булгач, инде яшьләргә менә улар турында күбрәк сөйләргә кирәктер. Яшьләргә улар турында әйтергә кирәк. Уларның хезмәтләрен белүне талап итәргә кирәктер дип уйлыйм. Чөнки аспирантлар бүгенге көндә кызганычка каршы белем ягыннан бик әллә ни югары түгелдер. Моны бөтәбез дә аңлап торабыз. Шулай булгач, инде бына ошо классикларның китаптарын укып, уларның хезмәтләрен укып, уларның булган эшләрен белү, ул минем уемча бөтәбез өчен дә, бигрәк тә яшьләр өчен кирәкле эш дип уйлыйм. Бына ошондай мотор конференция белән бөтәбезне котлыйм һәм сезгә уңышлар теләйм. Рәхмәт. Уважаемые, а теперь решите начать работу в формате пленарных докладов. В связи с этим решите представить слово Зугре Ягануровне Рахматуллиной, доктору философских наук, профессору Башкирского государственного университета, председателю Ассамблеи народов Республики Башкортостан, депутату Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации. Тема ее доклада посвящена новейшей истории башкирской социокультуры, возвращении к этничности. Зугра Ягануровна, вам слово, прошу вас. Микрофон включите, пожалуйста. Хәзер ишетеләме? Алло. Ишетелә. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Добрый день, уважаемые коллеги. Современный мозаичный мир – это удивительное явление. Это время активного наступления на социокультуру народов, глобализационных процессов, которые унифицируют их этническое лицо и угрожают и исторической памяти, и родным языкам. Но не только. Это, кстати, интересное время развертывания уникального социокультурного явления, так называемого этнического парадокса современности, как возвращение к истокам, как роста самосознания, пробуждение в настоящем глубинных традиционных архетипов или, как мы их называем, ценностей национального духа. Национальный дух, как известно, это основа социокультуры каждого народа, и причем это факт общественный, культурный, исторический. Несмотря на разные жизненные катаклизмы, которые зачастую изменяют социального человека, народы всегда остаются тем, кем они являются. Башкиры – башкирами, русские – русскими, татары – татарами. И причем вот эту неизменность им обеспечивает неизменность национальных архетипов, которые, кстати, в силу ряда причин начинают очень интенсивно развертываться и активизироваться в новейшей истории народа, сообщая его чувствам, мыслям, поведению, поступкам новые смыслы, и что сегодня особенно мы видим на примере башкирской социокультуры. Как известно, основными характеристиками башкирского национального духа, исторически обусловленного преобладанием сердца над рассудком, свободы над принуждением, братства над индивидуализмом, экологизма над практицизмом по отношению к среде своего обитания и многими другими, является прежде всего приоритет этизма, эстетизма и духовно-нравственных основ бытия над материальными. Культ мирного сосуществования, или, как мы философы называем, события с другими, даже если это другие, это иная вера, другой язык, иная национальность. Это и развитие коллективных форм общежития. Базисные ценности башкирского духа – это коллективизм, верность традициям и уважительное отношение к национальным святыням, культурным артефактам, природным объектам, родному языку, исторической памяти, к своим культурным героям и великим представителям, подвижникам, мыслителям, ученым. Это и патриотизм, и гражданственность, свободолюбие, веротерпимость. Современная башкирская социокультура, вобравшая в себя эти традиционные ценности, стала сегодня основой идеального типа
это философское понятие как образца для организации поликультурной жизни многонациональных регионов российского государства, вот этой мирной диалогической жизни. В самом сердце России, на стыке Европы и Азии, многонациональный Башкортостан представляет сегодня надежный островок гражданского мира и согласия. 5 веков тому назад на эту землю пришли многочисленные переселенцы разной веры и национальности в поисках счастья, земли, хлеба, свободного воздуха. И именно здесь, на этой земле, они обрели родину, и уже вместе с башкирами, рука об руку, плечом к плечу, душа к душе, сердце к сердцу творили и сегодня творят единую национальную историю и страны, и республики, показывая остальным, что дружба, уважение друг к другу и межнациональный мир – это основа успешности и поступательного развития. Более того, многие смыслы современной социокультуры башкир, в частности, в их отношении к памяти предков и великих личностей, традициям и обычаям, родному языку, сакральным природным объектам, символом родной земли, национальному костюму и многим другим становится не только возвращением собственной этничности, но и объединяющим многочисленные народы многонационального Башкортостана началом. Например, ставший общенациональным республиканским мероприятием праздник башкирской родословной Шежера Байрама, это, например, не только генеалогическая летопись родов и племен башкир, но и прикосновение к своим корням, приобщение прежде всего молодых поколений к своим истокам, формирование патриотизма и гражданственности. И, кстати, сегодня составленное генеалогическое древо есть практически у всех подвижников, независимо от их национальности, кого интересуют собственные исторические корни и память о своих предках. Одним из знаковых проявлений этнического парадокса в современной башкирской социокультуре выступает не только активизация национального самосознания башкир, в том числе и экологической его ипостаси. Например, ситуация с сакральными шиханами, когда движение экоактивистов, защитников природных памятников, являющихся символами национальной истории духа, стало общенациональным движением, объединившим представителей практически всех народов многонационального края. Но это и подвижничество за сохранение родного языка. Это и этническое внимание к своей повседневной жизни. Мы видим, как современные молодые люди исполняют традиционные обряды в ритуалах жизненного цикла. Это оформление домашнего пространства в национальном стиле, пропаганда национальной кухни. Это возвращение в жизнь и взрослых, и молодежи, и в повседневную, и даже официальную жизнь мотивов национальной одежды. Более того, идея Ассамблеи народа Башкортостана о проведении Дня национального костюма стала сегодня в республике официальным праздником, органично вписалась в международный фестиваль «Сердце Евразии» в Уфе и стала объединяющим многочисленные этносы края культуротворческим зрелищем и коллективным действием. Кстати, в 2018 году парад национального костюма зафиксирован в Книге рекордов России как самый большой спиральный хоровод в национальной одежде многочисленных этносов, в котором участвовало около 1200 человек. Этот праздник, объединяющий детей, молодежь, взрослых, разные веры и национальности в яркой этнической одежде и национальных украшениях, стал культурно-эстетическим трендом уже в многонациональной башкортостанской социокультуре и символом возвращения современного человека эпохи глобализации и постмодернизма к своим истокам. Современным прочтением представлений своих народов о красоте, мере, совершенстве, гармонии, верностью архетипам своего национального духа и, самое главное, возможностью сохранения в мире обезличенных канонов красоты и одномерного унисекса своего неповторимого этнического лица. Заметным явлением современной башкирской социокультуры становится актуализация значимости в национальной и личностной истории родного языка, умение на нем думать, говорить, писать, петь. Родной язык – это такая же ценность, как родная земля, отчий дом. Родители – это ценность, которая не ценны. Кстати, особо следует заметить, что Башкортостан, многонациональный Башкортостан внес свою весомую лепту в переформатирование законопроекта о добровольном изучении родных языков. И именно в то, что родные языки остались в обязательной части учебных планов. И, кстати, именно по предложению Башкортостана была разработана федеральная концепция национального образования, которой, кстати, никогда и не было.
К сожалению, многие языки, в том числе и в нашей республике, и их диалекты сегодня в опасности. Именно поэтому ООН объявила 2019 год Международным годом защиты родных языков на планетарном уровне. Язык – квинтэссенция этнической культуры. И сегодня в условиях новой парадигмы организации национального образования по принципу добровольности выбора языка, родного языка для изучения, родной язык как никогда нуждается в экологии и защите от исчезновения, от речевой антикультуры и варварства, от безответственности и равнодушия носителей, от недостаточного внимания к его проблемам. Как известно, ежегодно с 2000 года 21 февраля проводится Международный день родного языка, учрежденный ЮНЕСКО, напоминая каждому из нас, как хрупок и беззащитен в условиях глобализации мир родных языков, особенно малочисленных народов. Каждый уважающий себя человек должен знать свой родной язык. Это и культурные аксиомы, это и закон природы и человеческой жизни. Есть традиционные очень простые механизмы его экологии. Семья, родители учат языку своих детей. Те, в свою очередь, своих, а те передают эстафету дальше, и жизнь языка, поддержанная государством и дополненная социокультурой и образованием, она продолжается дальше. Есть обязательные условия бессмертия языка. На нем должны писать, общаться, думать, петь, творить, заниматься наукой. У языка должны быть письменные оформления, желание его носителя знать свой язык и, самое главное, желание государства поддерживать это желание всеми возможными средствами. Чтобы знание родного языка стало визитной карточкой современного человека, а его культивирование не только в быту, но и в официальном общении, устойчивым трендам и доброй традиции, нужны совместные усилия и самого человека, и семьи, и общества, и государства. Кстати, сегодня в башкирской социокультуре учрежден новый праздник, День башкирского языка. Кстати, это тоже творческая идея Ассамблеи народов Башкортостана. Наполненные в современном мире новыми смыслами традиционные ценности башкирской социокультуры представляют собой сегодня своеобразную мягкую силу, сближающую народы и способствующую сохранению самобытных этнических культур. Мы знаем, что невозможно прожить в этой жизни без еды и воды, без родного же языка, культуры, родной природы, как одухотворяющего начала, традиции, обычаи, веры, национальной одежды, без исторической памяти человек сможет прожить. Но он станет одномерным человеком, гражданином мира, манкуртом, Иваном, не помнящим родства без национального лица и памяти прошлого. И именно об этом предупреждали своих современников наши известные языковеды, подвижники сбережения и развития родного языка, родных языков, Зинур Газизович Ураксин и Марат Валеевич Зайнулин, которые собрали сегодня за научным столом своих учеников, последователей, единомышленников, как бы напоминая нам, что только тот, кто язык свой сбережет, тот и себя как народ сбережет, несмотря ни на какие глобализационные процессы. Спасибо. Спасибо, Зугура Игануровна. Ишетелем. Зур рахмат. Өзіңізге рахмат. Зур рахмат. К сожалению, у нас Киикбаев Мурат Джалилович заболел, поэтому слово предоставляется Ильясовой Гузелии Римовне, кандидату филологических наук, ученому секретарю отделения социально-гуманитарных наук и технологий Академии наук Республики Башкортостан. Доклад на тему «Вклад академика Зинура Газизовича Ураксина в развитие гуманитарных и социально-экономических наук в Республике Башкортостан». Форматы конференции, добрый день, уважаемые участники конференции. Основная научно-организационная деятельность академика Республики Башкортостан Зинура Газизовича Ураксина связана с Институтом истории языка и литературы УФИСРАН. Однако мы хотели бы показать его как одного из активных организаторов науки в Республике Башкортостан, внесшего неоценимый вклад в создание Академии наук Республики Башкортостан, учрежденной 6 февраля 1991 года указом Президиума Верховного Совета Башкирской ССР. В мае 1991 года вместе с группой видных башкирских ученых Зинур Газизович Ураксин вошел в состав учредительного совета Академии наук Республики Башкортостан и стал одним из первых действительных
членов Академии наук РБ. Как первый академик-секретарь отделения гуманитарных наук, созданного 25 декабря 1991 года, вложил немало сил в разработку проблем социально-экономической, правоведческой, исторической, филологической и культурологических областей науки. При его участии были утверждены и приняты государственные программы, научные основы управления экономикой Республики Башкортостан, социальное развитие Республики Башкортостан, социологические, политические и правовые проблемы, культура Башкортостана, комплексные исследования, включая энциклопедию Башкортостана, народы Башкортостана, взаимодействие этносов и культур в политничной среде, тюрки, финно-угры, славяне на Южном Урале. В эти годы удалось значительно продвинуть вперед исследования в области гуманитарных наук, особенно филологии. Были созданы и опубликованы словарь башкирского языка, история башкирского литературного языка, история башкирской литературы, том 4-5, башкирское народное творчество, том 7, толковый словарь современного башкирского литературного языка, русско-башкирский словарь, тома 1-2, башкиры, диалектологический атлас башкирского языка. В 1991 году по инициативе башкирских ученых при поддержке Академии наук Республики Башкортостан и руководства республики в Институте истории языка и литературы УНЦРАН под руководством Ураксина был создан отдел башкирской энциклопедии. Позднее постановлением Совета министров Республики Башкортостан от 16 февраля 1993 года было образовано самостоятельное научное учреждение, главная редакция башкирской энциклопедии. На заседании Президиума АНРБ Зинур Газизович Ураксин был утвержден председателем научно-редакционного совета и главным редактором башкирской энциклопедии. В начале научной деятельности работа велась по подготовке к изданию краткой энциклопедии «Башкортостан» и по разработке концепции многотомной башкирской энциклопедии и ее словника. В 1996 году издана первая в России региональная энциклопедия «Краткая энциклопедия Башкортостан», а в 2005 году вышел первый том семитомной башкирской энциклопедии. В настоящее время башкирская энциклопедия является государственным автономным учреждением науки, выпускающим энциклопедическую, словарно-справочную и научно-популярную литературу. Последними достижениями издательства башкирской энциклопедии является то, что в 2018 году на Всероссийском книжном фестивале «Красная площадь» книга башкирской энциклопедии в 7 томах на башкирском языке была признана победителем в номинации «Лучшее словарное энциклопедическое издание». По инициативе Зинур Газизовича в рамках выполнения государственной научно-технической программы в 1993 году началась работа по новому направлению башкирского языкознания, автоматизация лингвистических работ и создание машинного фонда башкирского языка, которое предусматривало накопление баз данных, представляющих выборки текстов башкирского языка разных стилей и жанров. Данные тексты являлись материалом для создания частотных, толковых, двуязычных словарей и разных справочных материалов. На сегодняшний день в Институте истории языка и литературы УФИСРАН функционирует полноценный машинный фонд башкирского языка, представляющий собой систему для автоматизации информационного обеспечения лингвистических исследований. Он состоит из автономных специализированных подсистем, работающих на единой информационной базе. Учитывая огромную роль создания данного уникального фонда, считаем целесообразным присвоить машинному фонду башкирского языка имя академика Зинура Газизовича Ураксина. В декабре 1994 года на заседании Президиума АНРБ Зинур Газизович Ураксин выступил с научным докладом «Развитие гуманитарных исследований и сети научно-исследовательских структур Республики Башкортостан», в котором предложил и обосновал создание в Республике Башкортостан Центра гуманитарных исследований. Его замысел был реализован в 2007 году, когда постановлением правительства Республики Башкортостан 26 июня 2007 года на базе Центра изучения национальных языковых отношений АНРБ был создан Институт гуманитарных исследований АНРБ. Основным направлением его деятельности явилось комплексное исследование современной языковой ситуации и этноязыковых процессов Российской Федерации в Республике Башкортостан. За время работы сотрудниками Института гуманитарных исследований было выпущено более 40 монографий, проведены десятки научных конференций, издавались ежеквартальный научный и общественно-политический журнал «Панорама Евразии» и ежегодный информационно-аналитический бюллетень «Национальные языковые процессы Республики Башкортостан. История современности».
В дальнейшем Институт гуманитарных исследований в 2016 году был передан Министерству культуры Республики Башкортостан, где был преобразован Центр гуманитарных исследований, целью которого является мониторинг состояния отношений между представителями различных этносов и религий в Республике Башкортостан. 17 марта 1994 года на общем годичном собрании Академии наук Республики Башкортостан Зинур Газизович Ураксин с горечью отметил, что гуманитарные и социальные науки переживают тройной кризис – экономический, идеологический и нравственный. По его словам, для выхода из кризисного положения необходимо экономистам произвести быструю переподготовку ведущих экономистов в зарубежных странах, историкам осмыслить и объективно оценить послеоктябрьский период развития нашей страны, провести комплексные исследования по истории и культуре народа Башкортостана, особо выделив культуру башкирского народа, как коренного народа республики. Расширить практику подготовки в странах Востока молодых специалистов-культурологов широкого профиля. Эти предложения академика Ураксина, прозвучавшие 26 лет назад, остаются актуальными и сегодня. В настоящее время члены отделения социально-гуманитарных наук и технологий Академии наук Республики Башкортостан работают над созданием концепции развития гуманитарных наук Республики Башкортостан по исполнению решения Общего собрания от 21 февраля 2020 года. С 1996 года Зинур Газизович Ураксин курировал два самостоятельных отделения Академии наук РБ. Отделение гуманитарных наук и отделение социальных наук в должности вице-президента Академии наук. Будучи также председателем терминологической комиссии при Верховном Совете БАСР, терминологической службы комиссии при правительстве РБ, заместителем председателя исполкома Всемирного Курултая Башкир, членом президентского совета Республики Башкортостан, заместителем председателя комиссии по реализации закона о языках народов Республики Башкортостан при кабинете министров Республики Башкортостан, академик Ураксин сделал много для возрождения и дальнейшего развития башкирского народа, его традиционной культуры и языка. Под его руководством Первому Всемирному Курултаю, Конгрессу Башкир, была разработана государственная программа возрождения и развития башкирского народа, утвержденная постановлением Кабинета министров Республики Башкортостан 6 ноября 1996 года номер 301. Программа являлась одной из первых комплексных разработок, направленных на научно-методическое, правовое, информационно-аналитическое, кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение этносоциального и национально-культурного развития башкирского народа, формирование основ национальной политики, учитывающей реальные потребности и запросы этносоциального и этнокультурного развития всего башкирского населения Российской Федерации. В заключение хочется повторить изречение ученого академика Курчатова: «Жизнь человека не вечна, но наука и знания переступают пороги столетий», которые вполне относятся к жизни и творчеству академика Зинура Газизовича Ураксина, являвшегося ярким представителем плеяды ученых, внесших существенный вклад в развитие отечественной гуманитарной науки. Все, спасибо за внимание. Спасибо, Гузелия Римовна. Теперь разрешите выступить мне с докладом на тему «Академик Марат Валеевич Зайнуллин и его вклад в тюркское языкознание». Уважаемые коллеги, видный ученый, доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Республики Башкортостан Марат Валеевич Зайнуллин родился в 1935 году в деревне Верхнее Сазово Кугарчинского района Республики Башкортостан. После окончания Мраковского училища поступил на филологический факультет Башкирского педагогического института имени Тимирязева, ныне Башгосуниверситет, который в 1959 году окончил с отличием по специальности филолог, башкирский язык, литература, русский язык и литература. 4-й слайд. По предложению профессора Джалила Гиниятовича Киикбаева Марат Валеевич Зайнуллин поступил в аспирантуру. После аспирантуры с 1962 года работал на кафедре башкирского и общего языкознания. Огромное влияние на формирование научных взглядов Марата Валеевича оказал его научный руководитель, доктор филологических наук, профессор, выдающийся тюрколог Джалиль Гиниятович Киикбаев. В 1963 году под его руководством Марат Валеевич защитил кандидатскую диссертацию на тему «Категория времени глагола изъявительного наклонения в современном башкирском языке». В 1988 году защитил докторскую диссертацию на тему «Функционально-семантическая категория модальности на материале башкирского языка». В 1988 году ему присвоено звание профессора по специальности языкознания. Марат Валеевич Зайнуллин внес значительный вклад в подготовку педагогических кадров для республики.
Слайд Парагдин, пожалуйста. С 1966 по 1991 год с небольшими перерывами был деканом филологического факультета. 6-й слайд. С 1989 по 2016 год заведующим кафедрой башкирского и общего языкознания. С 2000 по 2014 год деканом факультета башкирской филологии и журналистики Башкирского государственного университета. За годы работы в университете читал лекции по курсам «Теория языка», «Введение в языкознание», «Общее языкознание», «Современный башкирский литературный язык», морфология. По спецкурсам «Новые научные направления в зарубежном языкознании», «Лингвокультурология», «Основные принципы современного языкознания». Руководил дипломными работами. Под его научным руководством выполнено более 50 кандидатских и докторских диссертаций. Создана научная школа по лингвокультурологии. Многие годы он был председателем диссертационного совета Д-212-013-06 по защите диссертаций по филологическим наукам при Башкирском государственном университете. За 30 лет работы совета защищено более 180 кандидатских и докторских диссертаций, где защищены диссертации аспирантов и докторантов не только из Республики Башкортостан, но и из Чувашии, Татарстана, Якутии, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Дагестана, Хакасии, Республика Алтай и других республик. Научные исследования Марата Валеевича Зайнуллина посвящены изучению грамматики, лексикологии, лингвокультурологии, когнитивной лингвистики и межкультурной коммуникации. Также ученый внес большой вклад в развитие сопоставительного изучения башкирского и русского языков. Уже один перечень этих проблем свидетельствует о необычайной широте исследований ученого. Академиком опубликовано более 450 работ, среди которых монографические исследования. Категория модальности в современном башкирском языке. Модальность как функционально-семантическая категория. Современный башкирский литературный язык, морфология. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация в соавторстве с Лилией Маратовной Зайнуллиной. Учебники и учебные пособия, лексика, грамматические средства выражения модальности в современном башкирском языке. Современный башкирский язык, глагол, его грамматические категории. О сущности и границах категории модальности. Современный башкирский литературный язык, личные и неличные формы глагола, башкирское тюркское сопоставительное языкознание, курс лекций «Общие проблемы лингвокультурологии» в соавторстве с Лилией Маратовной Зайнуллиной и другие. Кроме этого, труды ученого изданы в таких городах, как Москва, Пенза, Алмата, Самарканд, Ташкент, Ашхабад, Бишкек. Научная деятельность Марата Валеевича Зайнуллина началась с разработки вопросов морфологического строя башкирского языка. Ученым исследованы грамматические категории глагола, а именно система временных форм и наклонений, где он рассматривал не только семантическое содержание категории времени и наклонения глагола, но и тщательно проанализировал функциональные назначения. В работах Марата Валеевича Зайнуллина исследованы такие функционально-семантические категории, как модальность, темпоральность, персональность, аспектуальность и другие. Модальность в работах профессора трактуется как разноуровневая категория. Выражение модальности языковыми средствами разных уровней не только свидетельствует об их взаимосвязи, но и убедительно доказывает системный характер языкового организма, иерархичность его строения. Основным средством выражения функционально-семантической категории модальности в современном башкирском языке являются наклонения глагола. Как отмечает ученый, морфологическая категория наклонений – это ядро функционально-семантической категории модальности. Однако отдельные конкретные семантические типы модальности могут и не иметь морфологического ядра или центра. Так, например, модальность долженствования в башкирском языке не основывается на грамматическом наклонении глагола, так как в башкирском языке отсутствуют морфологические долженствовательные наклонения. В азербайджанском и других агульских языках долженствовательные наклонения дебетив функционируют как морфологическая категория наклонения глагола. В башкирском языке значение долженствования необходимости передается при помощи многочисленных аналитических модальных конструкций типа «алырга керек» необходимо брать, «алырга тейш» должен взять, «алага бар» нужно взять и другие. То же самое можно сказать и в отношении модальности возможностей, которые реализуются в речи только посредством модальных конструкций. Марат Валеевич Зайнуллин был лингвистом широкого диапазона. Его в равной мере интересовали проблемы морфологии и общего и сопоставительного языкознания, межкультурной коммуникации, лингвокультурологии и когнитивной лингвистики. В трудах ученого исследованы проявления универсального и этноспецифического в языке, культуре, межкультурной коммуникации, прессе, рекламе. Также широко освещены такие понятия, как язык и культура, языковая личность, полилингвальная личность, языковая картина мира, менталитет и национальный характер, национальная концептосфера, пословицы и поговорки, фразеологические единицы, художественный текст, афоризмы и так далее. Как отмечает ученый,
Без языка как инструмента познания и общения невозможен процесс создания и передачи культурных ценностей, что позволяет рассматривать язык как явление культуры, а не просто ее составную часть как категорию, которая отражает не только внешние свойства, но и внутренние отношения предметов и явления действительности. С гордостью и уверенностью можно сказать, что он является основателем башкирской лингвокультурологии. Марат Балиевич активно занимался организацией научно-практических конференций, семинаров и симпозиумов. 15 слайд. Систематически выступал с докладами на международных, всероссийских и республиканских конференциях. Он был участником всех тюркологических конгрессов по тюркологии, которые состоялись в Ташкенте, Алмате, Бишкеке, Москве, Ашхабаде, Казани, Анкаре, Уфе. Нужно отметить, что Марат Балиевич относился к числу тех ученых, которые во многом определяли творческую атмосферу не только своего факультета, но и в целом университета. Он был настоящим лидером науки. Особенно много сделал в таких областях тюркологии, как морфология, лингвокультурология, когнитивная лингвистика. Будучи академиком Академии наук Республики Башкортостан, активно участвовал во всех мероприятиях, проводимых Академией, выступал на заседаниях отделения гуманитарных наук. Академик Марат Балиевич Зайнуллин вел большую общественную научно-организаторскую работу. Он долгие годы работал членом и заместителем председателя Совета по филологическим наукам при Госкомитете по высшему образованию Российской Федерации. Он был членом Российского комитета тюркологов при отделении историков филологических наук Российской академии наук, членом президиума Всемирной ассоциации тюркологов, членом редколлегии научных журналов «Редкер», «Вестник Башкирского университета», многотомной энциклопедии «Башкортостан», энциклопедии «Мустай Карим», членом терминологической службы комиссии правительства, председатель комиссии по родному языку Всемирного Курултая Башкир, председатель землячества Большой Иб Куарчинского района и так далее. Он был делегатом во Всемирных Курултаях Башкир, во всех Всемирных Курултаях Башкир. Под его руководством успешно велись исследования по госпрограммам «Языки народов Республики Башкортостан. Башкирский язык в системе восточной культуры». За активную научную и общественную работу Марату Балиевичу в 1988 году присуждена вторая премия Государственного комитета СССР по народному образованию. И он является обладателем гранта Института «Открытое общество» за исследование башкирский язык, энциклопедия. Он отличник Высшей школы СССР, заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, отличник народного образования Республики Башкортостан, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, награжден почетными грантами Министерства образования Республики Башкортостан, медалями, лауреат премии имени Джалиля Гиниятовича Кейкбаева. В 2009 году ему присуждено почетное звание «Заслуженный профессор Башкирского государственного университета». Марат Балиевич вместе с супругой, кандидатом филологических наук Гаухардин Мухамметовной, воспитали достойных детей. Дочь Лилия Маратовна Зайнуллина, доктор филологических наук, профессор, заведовала кафедрой иностранных языков в Башкирском государственном университете. Сын Мансур Маратович Зайнуллин, кандидат исторических наук, преподавал в Уфимском училище искусств. К сожалению, сейчас их нет рядом с нами. Светлая память об этих замечательных людях, талантливых ученых и педагогах навсегда останется с нами. Хотелось бы отметить человеческие качества Марата Балиевича: интеллигентность, отзывчивость, трудолюбие, порядочность, внимательное и чуткое отношение к коллегам, доброжелательность и тактичность в отношении с учениками, высокая требовательность к себе. Мы, его ученики, учились у него добросовестному отношению к делу, четкости, тщательности в работе. Имя выдающегося ученого-тюрколога, преданного всем сердцем отечественной науки, навсегда сохранится в истории тюркологической науки. Труды академика Марата Балиевича Зайнуллина остаются источником фундаментальных знаний о тюркских языках. В связи с вышеизложенным считаем, что нужно увековечить память ученого, и мы вносим конкретные предложения. Первое. Наша конференция, отмечая исключительную ценность трудов Марата Балиевича Зайнуллина, должна принять рекомендации об издании многотомного собрания сочинений академика Марата Балиевича Зайнуллина, включая в него неопубликованные труды. Второе. Считаем целесообразным учредить стипендию имени Марата Балиевича Зайнуллина для студентов факультета башкирской филологии Башгос университета и Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Третье. Считаем необходимым присвоить имя Марата Балиевича Зайнуллина одной из улиц города Уфы. Разумеется, решение всех этих других проблем, связанных с изучением научного наследия Марата Балиевича Зайнуллина, возможно только при наличии правительственной программы по увековечению памяти академика Марата Балиевича Зайнуллина. Этим будет выражена дань благодарности ученому, посвятившему все свои устремления в служении народу, науке, ученому, до последнего дня своей жизни не выпускавшему пера из своей руки. Пусть его неутомимые, целеустремленные, бескорыстные служения науки явятся вдохновляющим примером для молодых ученых.
Для человек умирает, имя остается. Эта поговорка как нельзя лучше применима к Марату Валеевичу Зайнуллину. Его имя выдающегося ученого, внимательного и доброжелательного учителя, благородного человека, преданного всем сердцем науке, своему родному языку, навсегда сохранится в истории науки, в памяти всех тех, кому посчастливилось знать его и работать рядом с ним. Хочу завершить свое выступление стихотворением на башкирском языке, сочиненным аспирантами и докторантами Марата Валеевича в честь его 75-летия. Бир мөгжизә тиһәң, мөгжизәлер, әллә инде язмыш хәйләһе, улы укытусының алдарына кибелгәндә гөлдәр бәйләме, күҙ алдына баҫа бөтә ғүмер, укытыусы тәүге күргәндән, ошо килеш һаман ҡала килә, тик үҙебеҙ бер аҙ үҙгәргән, алдыбыҙға инеп баҫҡан саҡта, күҙ алдынан үтә ҡотло нур, тын ҡалабыҙ тыңлап йәншишмәне, тамшынабыҙ уға йотлоғоп, халыҡ менән хаҡлыҡ араһында һүҙ тамсылар әҙме сәселгән, ваҡыты ла юҡтыр үҙгәрергә, ил-тел тейеп гелдә йәшәгән, тәүгә өйөрөлгән аҡҡар булып, иҫләтер ҙә бәлки йәшлеге, изге орлоҡ ҡына һибеүселәр, ҡалаларҙыр мәңге йәш көйө. Беҙ ҡуябыҙ һеҙгә 85 алтын көҙҙөң алтын япраҡтары, бүләк иткән беҙгә аҫыл ерҙе, илебеҙгә тумыры хеҙмәт итеп, данға көмһөн өсөн телебеҙҙе. Халҡым өсөн бөгөн ул аҡһаҡал, һәр һүҙе алтынға торорлоҡ, Төркиәт күгендә яҡты йондоҙ, телебеҙ фәнендә ғорурлыҡ. Яҡташтары өсөн ил ағаһы, ҡор башы ул оло эйектә, туғандары өсөн нәҫел ҡото, таяныс һәм ныҡлы терәктә. Шәкерттәре өсөн бөйөк остаз, фән асҡысы тормош һабағы, уның мәктәбендә үҫеп сыҡты, башҡорт телселәре баҡсаһы. Оло сара һөйләшеүҙәр бөгөн, Марат Зайнуллинға 85, хеҙмәтегеҙ өсөн бер тауыштан, баш эйәбеҙ ҡуйып 85. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, мы продолжаем работу нашего пленарного заседания. А теперь разрешите предоставить слово для выступления Фирдаус Гильмеддиновны Хисамиддиновой, доктору филологических наук, профессору, члену-корреспонденту Академии наук Республики Башкортостан, заведующей отделом языкознания, научному руководителю Ордена Знак Почета Института истории языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Вспомним добрым словом о юбилярах Института истории языка и литературы 2020 год. Фирдаус Гильмеддиновна, вам слово, прошу вас. Рахмет. Ишетелеме? Ишетеле. 2020 год Республики Башкортостан. Год больших юбилеев. Юбилеев таких знаковых личностей, как ученый-востоковед Заки Валиди, 130. Пламенный поэт-трибун Шейхзада Бабич, 125. Который когда-то, когда началась национально-освободительная борьба за автономию Башкортостана, не только встали рядом с народом, но и возглавили это движение. 2020 год является и для многих юбилейным наших коллег-ученых. В частности, в 2020 году год является юбилейным для этнографа, археолога, первого исследователя башкир Сергея Ивановича Руденко, 135, фольклористов Нура Зарипова, 95, Мрясова, 140, который также был в рядах борцов за автономию, историка Абубакира Усманова, 110, литературоведа Мидхата Гайнуллина, блестящих педагогов, языковедов Мусалей Галиевны Хайруллиной, Мансурова, известных языковедов Ахмерова, Юлдашева, Миржановой, Зинур Газизовича Ураксина, Марата Валеевича Зайнуллина, Валиша Галеевича Псянчина, Тикеева, Дильмухаметова, Гаухер Зайнуллиной и многих других. В своем небольшом выступлении я хочу сказать несколько слов о своих коллегах, языковедах,
которые долгие годы проработали в Институте истории языка и литературы или принимали участие в разработке важнейших проектов ИЯЛ. Это Касим Ахмер, Ахмед Ахмедович Юлдашев, Зинур Газизович Ураксин, Сария Фазыловна Миржанова. О каждом из названных ученых уже о некоторых были доклады, но и будут на секциях и симпозиумах. Отдельные доклады. Поэтому я хочу обратить внимание лишь на отдельные моменты их биографии или трудов. 7 ноября 2020 года исполняется 120 лет Касима Закировича Ахмерова, ученого-башкироведа, историка башкирской письменности и литературного языка, лексикографа, одного из разработчиков большого башкирско-русского словаря, на базе которого позднее были разработаны все виды двуязычных словарей башкирского языка. Касим Ахмеров родился 7 ноября 1900 года в селе Бураево Бирского уезда Уфимской губернии. Это ныне село Бураево Бураевского района. Судя по письменным источникам, корни Касима Закировича восходят к башкиру XVII века, племени Ельдек Бураю Ергозину, известному землевладельцу, участнику первого башкирского восстания XVII века. Известно, что после подавления восстания 1610 года Бурай Ергозин и часть его детей бежали в Казанскую губернию, где были насильно крещены. Часть его семьи осталась на исконных землях ельдятских башкир на территории современного Бураевского района. В числе потомков Бурая Ергозина, оставшихся на родовых землях, был Ахмер Мулла Хасанов, который, судя по письменным источникам, был известным религиозным деятелем Северного Башкортостана. Его потомки, в том числе Касим Закирович Ахмеров, получили образование лучших медресе того времени. В частности, Касим Ахмеров закончил один из лучших и престижных мусульманских учебных заведений того времени, медресе Расулия в городе Троицке в 1919 году. После учебы Касим Ахмеров учительствовал в различных школах северо-западного Башкортостана. В 1938 году он был приглашен в Башкирский научно-исследовательский институт языка и литературы, ныне ИЯЛ Уфиц-Ран. Это были годы активного языкового строительства в Башкортостане. Менялась письменность, разрабатывались нормы современного литературного языка. Поэтому с первых же дней ИЯЛ Касим Ахмеров с головой ушел в работу. За короткое время им были разработаны орфографические нормы башкирского языка. Он принимал участие в составлении русско-башкирского словаря, написании, издании монографии, информировании и развитии башкирского литературного языка. Появление указанных работ Ахмерова стало заметным явлением научной и культурной жизни республики. Кроме этого, Касим Закирович в те годы занимался разработкой учебников, учебных пособий по башкирскому языку для учащихся и студентов. Много сделано им в годы работы ИЯЛ, но самой главной работой Ахмерова, на мой взгляд, является его книга «Из истории башкирской письменности», изданная под редакцией Джалиль Гениатовича Киикбаева в 1972 году, уже после смерти самого автора.
в данной работе были рассмотрены такие вопросы, как место письменности в истории человечества, а также конкретного народа. Довольно подробно им были описаны вопросы развития письменности тюркских народов. Особенно были актуальны его выводы о близости древнетюркских рунических букв с башкирскими и другими тамгами тюркских народов. Интересно отметить, что при описании добуквенного периода письменности всего человечества Касим Закирович Ахмеров приводит башкирские примеры. Например, при описании предметного письма им приведены интересные сюжеты. Например, послание героини Давлетшиной Гульюдым своему возлюбленному. Я думаю, многие помнят, но я коротко напомню об этом, чтобы вы знали, что сделал Касим Закирович, именно привлекая башкирский материал для описания истории письма башкир. Это письмо, вы сами понимаете, это то, что делает народу историю, народ с историей. И вот он именно привел такой пример. Гульдюзим вырезала с густо розового полотка, в котором была весной у родника, 2 цветка. Тут же лежала спичка с обуглившимся концом, а к ней было привязано голубиное перышко. Еще кисет из красного бархата с оторочкой, из зеленого атласа, с бахромой из разноцветных шерстяных ниток. Эти подарки были полны сокровенного смысла. 2 лоскутка цветками, вырезанные ею из платка, означали, что Гульдюдым помнит ту встречу у ручья за аулом, встречу 2 любящих молодых, как весенние цветки сердец. Голова спички сгорела. Это Гульдюдым лето промучилась в тоске, сгорала от нетерпения свидеться с ужином. Были бы у нее крылья, прилетела бы к нему. Кисет. Ну, понятно, если девушка добровольно прислала парню кисет, то сие обет верности на всю жизнь до скончания века. Следует добавить, что Ахмеров, как истинный знаток башкирской жизни, привел другие примеры на использование башкирами даже в 20 веке реликтов добуквенного письма. В частности, Ахмеров описывает, как в 20-х годах 20 века среди башкир использовались древние бирки для определения своего товара. Например, когда шкуры животных сдавали для выделывания. Все это говорит о том, что история башкирского письма, она была в русле развития письма всего человечества. Юбиляром 2020 года является известный тюрколог, крупный башкировед, заслуженный деятель науки башкирской АСР, доктор филологических наук, профессор Ахнеф Ахметович Юлдашев, уроженец деревни Кальшале Туймазинского района Башкортостана. Ахнеф Ахметович Юлдашев после окончания отделения иностранных языков Белебейского педучилища в 1938 году начал работать в Тубинской школе Баймакского района учителем немецкого языка. В Великую Отечественную войну он был на фронте в качестве военного переводчика. После демобилизации он окончил факультет иностранных языков Куйбышевского педагогического института. Позже, как лучший студент, Юлдашев был направлен в Москву в аспирантуру. Написав и защитив под руководством Николая Константиновича Дмитриева кандидатскую диссертацию, Юлдашев стал работать в Институте языкознания Академии наук СССР, где он проработал более 30 лет. Начав как языковед-практик, переводчик, работая в Институте языкознания вместе с такими тюркологами, как Дмитриев, Севартян, Баскаков, Тенишев и другие, Ахнеф Ахметович стал одним из крупнейших тюркологов, кыпчаковедов Советского Союза. Как ученик Дмитриева, исследовательскую работу Юлдашев начал с изучения башкирских диалектов.
Его кандидатская диссертация «Язык типтерей» посвящен изучению говора типтярского населения Учелинского района Башкортостана. В 1959 году он обращается к изучению говора башкир Туймазинского района. Чуть позже появляются его статьи, посвященные северо-западному диалекту башкирского языка и методике сбора диалектологического материала по башкирскому языку. В статьях к изучению говора башкир Туймазинского района, северо-западный диалект башкирского языка, его отношение к литературному языку, Ахнаф Ахмедович Юлдашев одним из первых изучил особенности диалекта и поддержал тезис Тагир Галямовича Баишева о том, что язык северо-западных башкир является диалектом башкирского языка, а все изменения в разговорной речи башкир этого региона, по мнению Юлдашева, происходят под возрастающим унифицирующим влиянием литературного татарского языка, который благодаря густой сети школ, осуществлению всеобщего среднего образования, популяризации литературы, печати на татарском языке принимает во все сферы общества. Действительно, унифицирующее влияние литературного татарского языка на северо-западный диалект последние десятилетия оказались настолько сильным, что часть башкир этого региона уже потеряла не только язык, но и национальную идентичность, так как сознание этнической принадлежности тесно связано с общностью языка. Большое значение для развития тюркского языкознания имеют труды Юлдашева, посвященные грамматическому строю башкирского языка. Глубокое знание башкирского и других тюркских и западноевропейских языков позволило Юлдашеву создать фундаментальные труды по категории вида, залога и так далее. Венцом творческих достижений ученого в развитии грамматического и фонетического направления башкирского языкознания, как отмечает известный копчаковед, башкировед Талмас Максумович Гарипов, по праву является коллективная академическая грамматика современного башкирского литературного языка, выполненная лингвистами Башкортостана под руководством Юлдашева. Эта грамматика, написанная авторами разного уровня и взглядов, им была полностью переработана и тщательно отредактирована. В результате была создана фундаментальная, пронизанная единой концепцией работа, которая, как в свое время грамматика башкирского языка его учителя Николая Константиновича Дмитриева, стала образцом для написания академических грамматик других тюркских языков. Наряду с башкироведческой проблематикой объектом исследований Юлдашева были и общетюркологические темы. Защитив в 1966 году докторскую диссертацию на тему «Аналитические конструкции глаголов в тюркских языках», Юлдашев показал себя крупнейшим специалистом по морфологии и словообразованию тюркских языков. И поэтому, естественно, именно его роль, большая его роль в создании сравнительной исторической грамматики тюркских языков Института языкознания в 6 томах. Одним из юбиляров 2020 года является Зинур Газизович Ураксин, который вошел в историю Института истории языка и литературы МЦРАН не только как крупный лексикограф, но как директор перестроечных, экономически нестабильных годов. Директором Зинур Газизович Ураксин стал в 1988 году, то есть в начале перестройки. Прошедший в институте путь от лаборанта до директора, академика Академии наук Республики Башкортостан Зинур Газизович, несмотря на перестроечные годы, является одним из самых результативных директоров. При нем, при его поддержке, археологами в Филипповских курганах были обнаружены уникальные экспонаты из золота и золотосодержащих сплавов. Были раскопаны памятники бронзового века типа Аркаим.
Вышли обобщающие работы по семейному праву башкир, материальной и духовной культуре народа. Увидели свет двухтомный толковый словарь под названием «Башкорт тілінің көйлегі Мәскеу 1990», большой башкирско-русский словарь «Москва 1996», многочисленные статьи, монографии, словари и так далее. Велика роль Зинура Газизовича Ураксина в создании лаборатории лингвистики и информационных технологий. Об этом говорили, поэтому я не буду продолжать. Велика роль директора Ураксина в создании энциклопедистики в Республике Башкортостан. Об этом тоже уже говорила Гузелия, и поэтому я тоже не буду говорить об этом. И важна роль Зинура Газизовича в том, что он один является именно в его время был создан музей археологии и этнографии, который со временем стал отдельным институтом РАН. Я хочу на другом остановиться. Много сделано Зинур Газизовичем на посту директора института. На мой взгляд, самый главный вклад его в том, что он сумел сохранить институт в составе Российской академии наук. Между тем, ряд институтов автономных республик в те годы вышли из состава Российской академии наук. В этой ситуации был велик соблазн и у башкирских ученых, но Зинур Газизович проявил мудрость, выдержал нажим ряда известных ученых республики, института и сумел оставить его в составе Российской академии наук. Этим он спас Иял от провинциализма, местничества. Я помню, как многие упрекали Зинура Газизовича в то время в нерешительности, отсутствии патриотизма. В сложившейся ситуации ученый сумел доказать академическому сообществу и руководству республики правильность своей позиции. Как один из руководителей Академии наук Республики Башкортостан, Зинур Газизович хорошо понимал, как отмечает Мурзабулатов, что путь суверенной Башкирской академии вместе с Российской академией наук. Зинур Газизовичу удалось сочетать темы исследований, утвержденных отделением литературы и языка, позднее отделением историко-филологических наук РАН, с местной башкирской тематикой программ АНРБ. Это дало возможность получать дополнительное финансирование на выполнение научно-технических программ АНРБ. Тем самым стало возможно не только сохранить актуальные для республики башкироведческой науки темы, но и в целом выжить в сложные 90-е годы, когда сократилось финансирование, сокращались кадры, закрывались целые научные институты, отбирали знания РАН. В эти годы мудрость директора помогла сохранить основной состав института, продолжать исследования, даже выпускать книги. Безусловно, в этом большая заслуга Зинура Газизовича Ураксина, умеющего работать в любой ситуации с любым руководителем Уфимского научного центра, а также республики. Эти качества помогли ему стать и вице-президентом АЭТа, в свою очередь, выживанию Иял за счет программных денег. 2020 год институт отмечает юбилей Миржановой Сарей Фазыловны, которая является известным диалектологом, лексикографом, фольклористом, заслуженным работником культуры Башкирской АСР. Да, она родилась 24 декабря 2024 году, но в связи с тем, что это конец декабря, мы перенесли ее юбилей тоже на 2020 год. Сария Фазыловна работала в институте с 1955 по 1994 год.
В институте была она сразу включена в группу диалектологов, и поэтому принимала самое активное участие в диалектологических экспедициях по территории, населенной башкирами. В результате ею был собран огромный диалектный материал, который вошел, во-первых, в диалектологический фонд института, во-вторых, 3 тома словаря башкирских говоров и сводный том башкирских диалектов. В-третьих, составил основу ее кандидатской диссертации о кубалякском говоре и докторской диссертации, посвященной южному диалекту башкирского языка. Наличие огромного собственного материала по северо-западному региону Башкортостана позволило Саре Фазыловне Миржановой создать солидную монографию по северо-западному диалекту башкирского языка. Используя, кроме собственных материалов, материалы Баишева, других исследователей, в том числе этнографов Кузеева и других, Миржанова дала описание говоров северо-западного диалекта на широком историко-лингвистическом фоне. Ей удалось определить место данного диалекта в системе диалектов башкирского языка, отношение его говора к тюркским и нетюркским языкам Урала, Поволжского и других регионов. Широкий экскурс в историю этнографии башкирского населения региона позволили автору доказать, что основными носителями северо-западного диалекта башкирского языка являются башкиры племен Буляр, Байлар, Елдек, Яней, Юрми, Балахсы, Унлар, Кыргыз, Елан и другие. Основа лексического наследия, морфологических и синтаксических особенностей этого диалекта составляют общие башкирские особенности, которые его отличают от соседних тюркских языков региона. Подводя итоги, хочу сказать, что каждый языковед, на мой взгляд, рождается в ту эпоху, выполняет ту миссию, которые были ему определены, предписаны сверху. Именно поэтому Касим Закирович Ахмеров, Ахмев Ахмедович Юлдашев, Зинур Газизович Ураксин, Саре Фазыловна Миржанова и другие смогли сделать то, что увековечило их имя не только в лингвистической, но и в сердце родного народа. Рахмет. Уважаемые коллеги, решите предоставить возможность для выступления мне, Акманову Айтугану Ириковичу, с докладом «Некоторые аспекты земельного обеспечения башкир-кипчаков, вторая половина 16-19 века». И тема моего выступления, она связана с нашими уважаемыми юбилярами. Дело в том, что они оба являются представителями объединения кипчаков, капсаков. В частности, надо отметить они, в частности, а именно Марат Валеевич Зайнуллин является уроженцем деревни Верхняя Сазово, Кугарчинский район, Башкирская ССР по рождению, и Зинур Газизович Ураксин, уроженец села Максютово Тюльганского района Оренбургской области. И, соответственно, ряд аспектов жизнедеятельности населения этих территорий, он во многом связан с решением земельного вопроса. Здесь информация касается 16-19 века, когда достаточно подробно при участии представителей русского государства территория вышеуказанная была описана в большей или меньшей степени. И надо отметить, что постепенно вот этот единый анклав проживания капсаков, башкир-капсаков, стал, скажем так, изменять свою конфигурацию. В частности, с 18 века происходят принципиальные изменения, связанные с тем, что с середины 18 века начинается достаточно интенсивная колонизация, то есть переселенческий процесс на земли башкир в целом и, соответственно, на территории башкир-кипчаков в частности. И надо отметить, что процесс вхождения, кстати говоря, башкир-кипчаков, он, в принципе, проводился в традиционном формате, что и других башкирских объединений. ШЖР свидетельствует
о том, что действительно башкиры в большей части добровольно вошли в состав русского государства на условиях выплаты ЕСАКа, земельного налога и выполнения военной службы за свой счет. Соответственно, в свою очередь, правительство царя Ивана Грозного обещало сохранение традиционного местного самоуправления башкир, а также признание за башкирами права собственности на их землю. Причем, обращая внимание, что право собственности башкир на землю касалось всех башкир, независимо от их имущественного положения. Поскольку была, с одной стороны, общинная форма землевладения, когда группа населенных пунктов, точнее их жители, совместно владели землей, но опять-таки по имущественному положению башкиры, естественно, различались по количеству имеющейся недвижимости в виде зданий, строений, а также количество скота. Тем не менее, все они были равными совладельцами. И надо отметить, что вот сведения, которые содержатся в объединенном шежире племен Бурзян, Кипчак, Усерган, Тамьян, говорят о том, что представители этих объединений посетили представителя русского царя Ивана IV Грозного и провели переговоры. Фактически таким образом в середине XVI века были оформлены фактически договорные отношения между башкирами и русским государством. Причем надо отметить, что регулирование земельного вопроса продолжалось и в последующие десятилетия и столетия. В частности, уже тогда, в середине XVI века, башкирские представители, цитирую, обратились с просьбой отмерить башкирам ихние земли, воды и выдать им на владение этими землями грамоту. По их просьбе царь Иван Грозный велел эти земли отмерить, определить их границы. И вот это обстоятельство, то, что царские власти составили указную, в смысле договорную грамоту, было написано о наших землях. Приводится участок текста из башкирского шежире. Таким образом, надо отметить, что башкиры были признаны собственниками. Далее надо отметить, что документы на право владения, они периодически обновлялись. Это происходило в 17-18 веках. И надо отметить, что рост численности населения повлиял и на землевладение башкир-кыпсаков. В частности, происходит постепенный раздел территории между родовыми группами, которые прежде составляли единое образование племя Кипчак. В частности, с началом XVIII века на базе объединения Кыпсак возникают такие волости, как Бушман, Кипчакская, Гирей Кипчакская, Кара Кипчакская, Санким Кипчакская, Сун Кипчакская, Карагай Кипчакская, которые к середине XVIII века оказались дисперсными, разбросанными по большой территории южного Башкортостана. И надо отметить, что с 30-х годов происходит принципиальное изменение в оформлении земельных владений, а именно Оренбургская экспедиция, она создает систему военных укреплений на территории нашего края, в частности, на юго-востоке нашего края преимущественно. Одновременно происходит активная экономическая колонизация нашего края. И вот, в частности, надо отметить, гарнизоны крепостей, они также обеспечивались землями за счет территории кипчакских властей. В частности, в качестве нескольких примеров, это крепости Верхнеозерная, Губерлинская, Бердская, Красносамарская, Бузулуцкая, Тотская, Сорочинская крепости. Они были представлены земельные угодья башкир-кипчаков. Далее надо отметить, что экономическая колонизация, она связана со строительством предприятий железоделательной и медной промышленности. В частности, вот в 60-е годы большой массив земель кипчаков приобрели официально по договору купли-продажи купцы Масаловы. Но, соответственно, надо отметить, что вот эти действия правительства, они вызвали протест башкир. Сначала в виде многочисленных челобитных официальных представлений на имя царского правительства, а затем и массовых башкирских восстаний. Но здесь обращаю, уважаемые коллеги, ваше внимание, что вот эти движения
против этой колонизации, они не были направлены против российской государственности как таковой. То есть повстанцы просили реализовать условия вхождения башкир в состав русского государства. И надо отметить, что вот эти драматические события 17-18 века в контексте восстаний, они повлияли на формат отношений государства-общества применительно к нашему краю. А именно с конца 18 века начинается интенсивное земельное измерение на территории нашего края. Возникают попытки урегулировать с учетом взаимных интересов земельные владения между гарнизонами крепостей, между заводами. И для этого, вот, в частности, проводилось мероприятие, которое сначала называлось в первой половине 19 века генеральное межевание, во второй половине 19 века специальное межевание. Суть генерального межевания – это то, что для групп башкирских властей фиксируются их земельные угодья. И вот, в частности, достаточно показательным был разбор земельного спора между гарнизоном Причистинской крепости и башкирами Кара-Кипчакской волости за распоряжениями угодьями по течению реки Сакмары. И здесь надо отметить, что после длительного разбора обстоятельств спора руководство Оренбургской губернии признало башкир владельцами спорных угодий, но с предоставлением гарнизону крепостей необходимых угодий для минимального обеспечения их потребностей. Далее надо отметить, другим примером конфликта интересов стал спор между представителями Кара-Кипчакской волости и представителями дворянства русского, а именно дворяне Ермолаев и Толбузин. И надо отметить, что здесь была опротестована земельная сделка, которая предполагала создание новых населенных пунктов. Опять-таки надо отметить, что специалисты, землемеры изучили эти документы, провели новые масштабные земельные измерения и, соответственно, после рассмотрения на нескольких уровнях межевых учреждений было принято компромиссное решение. Далее надо отметить другой эпизод, связанный с жизнедеятельностью башкирских властей, в частности кыпсаков, на территории Саратовской губернии. Хочу отметить, что вот эти материалы межеваний показывают именно масштабный ареал проживания башкир на территории исторического Башкортостана. В частности, на территории Саратовской губернии по рекам Большой и Малый Узень имелись владения Бурзянской, Кара-Кипчакской, Усерганской властей. И надо отметить, что стороны конфликта, с одной стороны, это представители казачьего войска, а именно Уральского казачьего войска, а с другой стороны, представители башкирских властей кипчакских, в частности, предъявили одинаковые по значимости документы на права на этих территориях. Но надо отметить, что вновь был достигнут компромисс, который предполагал, что, по мнению царского правительства, эти территории должны совместно эксплуатироваться сторонами. И вот этот момент, он действительно, как говорится, вызывает восхищение. Далее надо отметить, в 40-е годы военный губернатор Василий Алексеевич Перовский курировал ситуацию по конфликту, связанного с территорией Бузулукского уезда. Здесь размещались территории владения кипчакских, ряда кипчакских властей Тамьянской, Бурзянской, Юрматынской волости. И вот, соответственно, здесь вновь было принято решение о необходимости реализации компромисса, но при этом все-таки царское правительство обратило внимание на необходимость возвращения жителей ряда башкирских властей на территорию Оренбургского и Стерлитамакского уезда. И здесь надо отметить, что в последующие десятилетия, а именно во второй половине XIX века, вот эти решения, которые были приняты в первой половине XIX века в контексте генерального межевания, были официально закреплены, во-первых, и во-вторых, стало осуществляться дробное межевание башкирских земель. Если в ходе генерального межевания башкирские волости получали земельные анклавы в контексте понятия волость, то теперь уже во второй половине XIX века
предполагалось, что каждый населенный пункт, а волость объединяла несколько, а иногда несколько десятков населенных пунктов, должна получить узаконенные земельные угодья. И, соответственно, этот процесс, он был постепенно реализован, особенно в связи с реформированием всего российского общества в контексте отмены военно-кантонной системы среди башкир, а также отмены крепостного права для российских крестьян. И надо отметить, что во всех вышеуказанных эпизодах правительственные чиновники разных уровней подчеркивали, что башкиры являются собственниками своих угодий, в отличие от других народов и социальных групп. Правда, они делали оговорку, что собственниками на территории края также являются и русские дворяне. Таким образом, надо отметить, резюмируя, что власти в XIX веке, они поставили, скажем так, точку в развитии земельных отношений. Почему? Потому что было окончательно определено учитывать интересы различных этнических и социальных групп. И таким образом все это сформировало понятие народ, башкирский народ, это народ-государственник. О чем продемонстрировали события начала 20 века, да и последующих десятилетий 20 века, когда именно в диалоге между нашим башкирским этносом, народами нашего края и центральным правительством была сначала создана Башкирская республика, первая среди автономных республик Российской Федерации, и затем началось динамичное развитие уже в советскую эпоху и постсоветский период. Таким образом, надо отметить, что история, она имеет очень важное идеологическое значение для формирования менталитета различных народов и обозначения диалога. Благодарю за внимание, уважаемые коллеги, спасибо. Если имеются вопросы, можно задать вопросы. Уважаемые коллеги, технический вопрос. Можно ли попросить вас включить видео для того, чтобы сделать общий снимок? Да, спасибо, спасибо. Подключаются. Таким образом, минуту сосредоточенности, уважаемые коллеги, для фиксации вас как бы на фотографическом снимке. Тогда, может быть, компьютер открыт. Это видно только тех, кто будет в зуме. Поэтому еще минутку терпения. Нет. Вы в зале. Так, уважаемые коллеги, еще зафиксируемся в этой позиции, включив мониторы. Вторую страницу тоже захватите. Так, фиксируемся. Все? Сейчас, подождите еще. Так, внимание, пользователи. Внимание. Филиппак Максим, вас не видно. Уважаемые коллеги, подключите изображение. Все готово. Благодарю, уважаемые коллеги. Благодарю. Уважаемые коллеги, решите продолжить работу пленарного заседания. Решите представить слово Розалии Асфандияровны Султангареевой, доктору филологических наук, главному научному сотруднику Ордена Знак почета Института истории, языка и литературы Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Башкирский эпос визуальной антропологии. Опыт и проблемы изучения. Розалия Асфандияровна, прошу. Вәкаләтле қор, ғалимдарыбыз, түрлі илдәрдән йыйылган қор, безнең һүзләребез, әйтелгән акыллы фикердәребез киләһе тикшеренүләргә, гыйльмияткә һәм гуманитар фәннәргә илдәребезнең көнкүренешенә, тормышына, халкыбызның язмышларына зур бер өлеш булһын. Приветствую вас, дорогой представительный высокий форум, участники, пусть наши концепции, мысли
будут очередным большим вкладом в развитие гуманитарной науки, обществоведения и в целом в духовную культуру народов. И приветствую все страны, которые сегодня участвуют, и направлены их взоры в Башкортостан. Визуальная фольклористика, репрезентация историко-культурных ценностей, антропологические исследования народных знаний относительно новые, но довольно быстро утверждающиеся со своей методологией, принципами изучения актуальных направлений в Европе и России. Вкратце об истории записывания фольклорных материалов. Звукозаписи фольклора в Башкортостане начались в 1960-е годы, а к моменту нынешнему они оказались в весьма печальном состоянии. Эпос башкирский в силу своего многообразия сюжетов, глубокой архаичности и неразрывной причастности к духовной жизни народа еще фиксировался в своем активном бытовании. Это Акхаккула, Алпамыша, Куңырбуга, Кара-Юрга, Заятуляк, Хаухалу и другие. Однако выполненные в режиме техники тех времен записи уже трудно, почти невозможно восстановить, услышать звучание, понять слова, речевую культуру, интонации и так далее. Ряд обстоятельств. В то время экономили магнитофонные ленты, записывали на старые, новые, не все успевали перенести на валики и так далее, предопределил невосполнимую утрату многих ценностей фольклорных материалов. Несоответствующие народным достояниям технические возможности продолжались долго, почти до цифровой техники 21 века, когда уже значительная часть золотого фонда, песни, мелодии, эпос, танцы, обряды в их живом, напевном звучании и аутентике ушли в забвение, а многие валики до сих пор пылятся на нерасшифрованные. Спасительная видеотехника позволила нам начать визуальные фиксации фольклора с 2008 года на материале народной хореографии. Далее издать видеокниги по сказительскому 2012, танцевальному искусству 2009-2013 годы, а также аудиокнигу по народным песням. Исключительная важность и значимость визуальной фиксации фольклора актуальна не только в целях комплексного сохранения бесценного наследия, создания качественно нового его фонда, но и для того, что открывает в современной науке исключительно важные ресурсы в плане глубинной и масштабной репрезентации многоуровневого исследования башкирского народного творчества, языка, культуры. Аудиовизуальное постижение фольклорного историко-культурного текста дает огромную базу данных о самом человеке-творце, носителе народных ценностей, его мировидении, мироощущениях, в единстве с культурным текстом, то есть те знания, которые еще не были привлечены в науку. Исследователь должен руководствоваться особыми принципами и возможностями, которые предоставляет видеоматериал. Первое. Наиболее объективно установить аутентичность передаваемого наследия, описать психоментальные, чувственно-эмоциональные состояния информанта, жестовую культуру и поведенческие, манерные стереотипы, культуру восприятия, в-четвертых, отношение фольклор-носителя к своему материалу и степень гражданской ответственности в его передаче. В-пятых, творческие особенности проживания информанта в момент сказывания, песнопения, танца, обряда и так далее. В-шестых, способности реагирования информанта на внекультурные моменты, также вопросы собирателя. В-седьмых, фиксировать смену человека бытового в культурного, фиксировать голосовые, звуковые, речевые, поведенческие и другие нюансы, особо важные для составления полного этнопортрета информанта и целостной картины среды, места и пространства. В-восьмых, зафиксировать личностный, единичный мир информанта как закономерной части общечеловеческой культуры, чувств и переживаний. В-девятых, создать точные соматические характеристики творца. В-десятых, перенести на бумагу с фиксацией всех нюансов движений информанта и так далее. Одно только перечисление этих факторов указывает на огромные преимущества и перспективы визуальной фольклористики.
Предложенная нами метода по визуальной антропологии была опробирована на конференции по визуальной антропологии в Москве 2019 год и на Конгрессе фольклора народов России и стран СНГ Санкт-Петербург ноябрь 2020 год. Получила высокую оценку профессионалов. Сегодня мы презентуем данную методу на примере уникальных видеозаписей эпосов, сделанных за 2011-2019 годы. Полный объем эпоса «Урал-Батыр» записан в историческом 1910 году в Баймакском районе Башкирии Бурангуловым от Сасянов Арганбаева и Аль-Мухаметова, деревни Мало-Ивкулова. Вышел в свет только в 1968 году. Был введен в научный оборот, что явилось большим событием. После публиковался и переиздавался множество раз в республиканской печати, издан на башкирском, русском и английском языках, во всероссийской научной печати и так далее. В научной печати в 1977 году. Эпос «Урал-Батыр» из уст в уста передавался поколениями мудрецов, мастерами слова, избранниками, которым были доверены его импровизация и воспроизводство. Известны сказочные варианты, сделанные Харисовым от Сафаргалиной в 1984 году. В начале XX века, как показывают многочисленные собранные материалы, эпос еще тайком, но сказывали во время семейных собраний. В медресе муллы читали его наизусть, вечерами слушали его и дети. Следы традиции сказывания эпоса «Урал-Батыр» еще не утеряны и продолжают нами фиксироваться. И я свидетельствую о том, что собран очень интересный материал об этих свидетельствах, которые ждут своего исследования. Обнаружение и видеофиксация через 100 лет живого исполнения эпоса «Урал-Батыр» стали событием особо феноменальной важности и ценностности. Записи сказывания эпоса «Урал-Батыр» от Асмы Усмановой производились несколько раз с перерывами. 2011, 2012 и 2013 годы, что позволило воспроизвести эпос в наиболее полной картине, аутентичности и оригинальности передачи. Методики анализа и полной характеристики культурного феномена как эпос выделяем: первое – история записи эпоса, генеалогия Шежере-информанта, творческая и социальная характеристика сказителя, линия преемственности, микроособенности исполнения эпоса, манеры, жесты, поведение, голосоведение, чувства, импровизации, напевы, комментарии и так далее. Антропологическая художественная характеристика видеофиксированного образца культуры дает очень много знаний, которые еще не использованы в науке изучения человека, его мировидения и творческих замыслов. Основными результатами в нашей работе стали обнаружение и видеофиксация эпоса «Урал-Батыр» от Усмановой, эпос «Заятуляк» и Хаухалу от Тугашевой, Зулярам, Давлекановский район, Давлеканова, 1952 года на рождение, а также эпос «Ходы Курфас Маян Халу» от Гульнур Мамлеевой, 1931 года рождения, в Абзелилском районе, деревня Талкускарова. Я сегодня здесь представляю только 3 эпоса, имеются еще другие свидетельства. Все эти образцы уникальны тем, что записаны в традиционном, повествовательном и речитативном, напевном, стихотворном, пластическом исполнении и соблюдением канвы сюжета. Они являются собой яркие свидетельства о знаковых достояниях, базовых ценностях башкирского народа, также и об этническом феномене, находящемся в зоне риска исчезновения. Это исконно сказительские традиции и передачи башкирами своего эпоса. Текст «Урал-Батыр» Усмановой составляет 895 строк в целом. Из них поэтические строки, исполненные в напевном стиле, 319. В отличие от опубликованного текста «Башкорт халық ижады» 1998 год, в версии Усмановой ею фабула эпоса «Урал-Батыр» исполнена в целостности. Удержаны глубоко архаичные антропогенетические, космогонические проекции. Мифический конь Акбузат представлен в наиболее полной художественно-поэтической характеристике и, собственно, эпическом напевном исполнении. Восхваление крылатого коня в обнаруженном тексте составляет 45 в первой записи, 45 и 60 строк в другой записи.
Имеются конкретные описания, редкое явление для эпоса. Урал-Батыра. У него длинные, как ковыль, светлорусые волосы. У него большие синие зеленые глаза. Огромный рост и громоподобный голос. А также человеческие его качества. Демиурга Урал-Батыра. Он был очень благородным, терпеливым и прощающим. Усманова исполнила в повествовании 4 собственные эпических мелодий, которые считались навечно утерянными. Они издревле традиционно бытовали в практике передачи эпоса Урал-Батыр. Это восхваление Акбузата, диалог Акбузата и Хумай, обращение Хумай к Уралу, стиль монотонного хамака, и слово о мече, коне, заключительный напевный кубаир. Такая композиция исполнения, когда финал эпоса завершает специальный кубаир, восхваление уральских гор и народа, также не была еще зафиксирована. Если даже часть эта была внесена в ткань эпоса, нет, пока нет. Пока выключите, пожалуйста. Она свидетельствует о творческом вкладе, импровизациях сесенов, поэтому органично ложится в природу эпоса. На основе нового прочтения текста по мотивам эпоса выявлены древние свидетельства по антропогенезу человека, архаичные мотивы о пластах противостояния коня и человека. И статус в мировой эпике сохранение живого напевно-речитативного исполнения башкирского кобаир Урал-Батыр Асмейней называла произведение «Кархуд». Древнейшего среди индоевропейских, ведийских и тюрко-монгольских сюжетов расценивается как феномен исключительной исторической важности. Это знаковый сигнальный факт о силе и сакральности, нерушимости традиции. Аудиовизуальные свидетельства предоставляют большой интерес для самых разных специалистов. Содержатся данные об архаических пластах эпоса, кодах человек-природа, трансформации Атуфани, также особенностях сохранности и возрождения эпических традиций в современности. В свете социологии, антропологии и фольклора представлен важный знак о состоянии не только языка, эпических традиций, но и о генной памяти народа, питающие его нравственные максимы и будущность. Асма Усманова разучила кубаир от своей бабушки Мумины Таймасовой, которая прожила 103 года и переняла все ее точности, переняла многие особенности исполнения. Ею продемонстрирована наиболее полная передача сюжета в течение почти 2 часов, исполняла в единстве мелодий, напевных речитаций, стихотворных и прозаических частей, воспроизводимых с элементами жестового языка. В стиле сказывания примечательный доверительный творческий настрой, информативные манеры повествования. Усмановой это степенно спокойная манера, выразительные, но не наигранные, а естественное интонирование голосов героев и персонажей. Хумая, Акбузата, Янберды, Урал-Батыра, а также общий жизнеутверждающий пафос с элементами назидания. Все эти компоненты воспроизводятся Усмановой по ее признанию в точности, как слышала и как заучила у бабушки. В течение почти 2 часов Усманова без перерыва сказывала эпос, иногда делая философские отступления от основного сюжета, делала комментарии. Факт специального разученного с книжного варианта пересказа или подготовленного был исключен изначально на основе доверия и уважения к творцу Сесену Усмановой, который, высоко чтя светлую память своих предков, которые были незаслуженно сосланы в Сибирь только за то, что сказывали в Сибирь, а также Мумины Таймасовой, она всегда утверждала, что не знает другого текста и будет рассказывать только то, что слышала и чему учила бабушка. Усманова – представительница знатного древнего рода Турумтаевых. Ее дедушка Габдаляхат Турумтаев – ученик Зайнуллы Расулева, выдающегося ученого-тюрколога, башкирского ишана и последователя суфизма, религиозного деятеля. Был провидец, мулла, высокообразованный человек. А жена Мумина Таймасова – знаток и исполнительница протяжных песен, мифов, религиозных преданий. Сведения о родословной сказительнице согласуются с глубоко избирательными принципами башкир, когда передачу исполнения эпоса доверялось только духовно образованным, обладающим крепкой, цепкой, глубокой памятью и благородным по натуре избранникам личностям. Пожалуйста, первое видео.
Уралбатор, первое видео, пожалуйста. Я представляю небольшую часть, пожалуйста, ознакомьтесь с видеоматериалом, как Асмейна Усманова расскажет часть восхваления коня Акбузата. Пожалуйста. Акбузат ул батырдарда хайлай. Акбузат хайлаган батырга гана хөмейре күйеуге сығырға тиіш була. Шагырайта мен хәдірді атаға әйтті бит инде батырдарды инайым. Мен хәдір батырдарды инайым дей. Шында күреш булыр дей. Майданыма дей Акбузатым келір дей. Акбузат не әйтір? Акбузат келір майданына ул не әйтір? Шуның хүден тыңлайым дей. Акбузат мына хин шуға күйеуге бар деген батырлығын билделеген кішіге генә ул хөмейре күйеуге сығырға тиіш. Услышали напев слушатели, наши коллеги. Нет, это... Ага. Чуть вперед продвиньте, пожалуйста. Вот. Вот как раз это восхваление Акбузата. Да, достаточно, наверное, тогда. Хорошо. Эпический памятник Заятуляк и Галгалу в печати известен с середины XIX века. Русский лексикограф, этнограф Даль несколько раз опубликовал под названием «Башкирская русалка» в разных изданиях. Владимир Даль вводит свои авторские новшества, поэтические обрамления образов, что нисколько не умаляет, а наоборот обогащает сюжет произведения. Описывается в трудах. Пересказ Даля как своеобразный вариант одного из сюжетов, вошедших в серию сказаний о Заятуляке, опубликован Киреевым, включен в собрание сочинений писателя Даля. Суходольский опубликовал Заятуляк и Галгалу на русском языке. Игнатьев издал эпос под названием «Сказка о Сары Сагибе», ныне Абдрахманове, указав, что имя Туляк – сын Хары Маркеса, и что сказитель исполнял эпос как песню стихами. Известны публикации тюрколога из Венгрии Вильмаша Прюля, Султанова, Мажита Гафури и других. Обширный фонд, около 40 вариантов эпоса с середины XX века, был собран на территориях Башкортостана и Оренбургской области. Однако традиции сказывания эпоса, хотя и не прерывались, но заметно ослабли, находятся на стадии исчезновения. На этом фоне особенно значимой и ценностной находкой стала фиксация эпоса Заятуляк Галгалу в живом и устном исполнении от Зулярам Тугашевой, Снегиревой, в аудио 2007 и видеоформатах 2017, 18, 19 годы. Сесения разучила эпос от бабушки Тугашевой Хапазы Калимуловны, прожившей 98 лет. Она уроженка, как и внучка, села Аккулаева Альшеевского района Республики Башкортостан. Она, Тугашева, представитель минского рода, закончила БГУ, теперь известный народный ССН. Заятуляк, она единственный творец, который сказывает эпос Заятуляк Галгалу в полноте сюжета, напевно, с сохранением сказительских характеристик, связь повествовательного и стихотворного, соблюдение вербальных, мелостных традиций, также стилевых, языковых, эмоциональных особенностей. Сказывание она ведет спокойно, размеренно, при этом голос, жесты, манеры ярко выразительны в передаче образов. В манере ее исполнения эффектный ашандрып хилев, убедительность сказывания, погружение в сказ,
höylәүенә инеп китә и искусное умение владеть вниманием аудитории. Аудио-видеозаписи совершены 3 раза. Наиболее выразительные в эмоциональном, экспрессивном, чувственно-психологическом плане части эпоса сказительница исполнялась напевами, искусно показывала телодвижениями процессы ловли зверей, действия персонажей, широту пространства природой, красоту красоту встречи влюбленных, отступая от основного повествования сказывания, дополняла собственными комментариями. 2 из мелодий имеют кубаирский речитативный, собственные эпические напевы эпоса. Песня «Ожидание Хаухалу Заятуляка на горе Балхантау» звучала в стиле лирической. Выделяются таким образом 3 напева. Это воспевание мира Балхантау, сцены охоты Заятуляка, любовные песни молодых и о красотах Асылыкуля. Весьма интересным стал факт, что широко распространенная в Демском бассейне, известная как народная песня «Көмеш Ювюк», оказалась песней Хаухалу. Хапаза Иней еще в своей молодости разучила эпос, как сама признавалась, именно с этой песней и разучила от своей прабабушки Халу Иней и брата Абдуллы. То есть по времени все это получается конец 18-го, начало 19 века. Мы допускаем, что песня была традиционной частью эпоса Заятуляк Хаухалу. В фольклоре установлено нами явление, когда языческие заклички, речитации, обрядовые песни некогда были частью эпических сказаний. С течением времени, ослаблением эпических традиций, ритуалов, они отрываются от основного контекста и продолжают самостоятельную жизнь в других формах. Пожалуйста, второе видео, небольшой фрагмент из эпоса Заятуляк Хаухалу в исполнении Зулярам Тугашевой. Пожалуйста. — 1981. Да. Dağlı dağla, durup kala eğdi, ulan sığınmaganların, oyaklarını bağlaganların gelip suğa var. Suğa var. Şundan Zaytülek koydan мелодия куда делась? Все, уже не так легко. Yok neyem. Karagaz tağına barıp, özünün yağıqıp, harığı netip etken, akıyakka kalgan yine. Eyler tuğan yağına qaytıp dünya küt. Ak uzatım da veremin. Haugalo yinin menen barır. Değer basanda irler katınlar артынан eğer büyürmey. Kadirgi zaman talaş olay bitindi. Katın irersinden eğer büyürge değilsin. Yürüyün. Dünya kütüp yüberilge, mal da verirmin. Lakin hin, balgan tağına qaytıp gitmey turup, neden asılı bilden sığıp, ortana ilanıp qaramay. Şundan kadir Заятулек. Да, достаточно. Акбулатка. Сокращаем. Все, закрываем. Сокращаем выступление. Напев начинался, но прервался, извините. Это очень интересный напев был. Эпос Коды Курпес и Маян Халу занимает особое место в ряду главных эпосов башкир по эпико-романическому стилю, доминантой любовной темой и спецификой отображения событий. В нем органично переплетаются глубоко мифологическое и реалистическое. В аспектах нового прочтения созданы фундаментальные исследования, глубоко раскрыты идейно-художественные текстовые основы, изученные главные коды и концепты Хубиддинова, Самситова, а также особенности вариантов эпоса Хусаинова. Сказывание эпоса нам удавалось фиксировать еще в 1983 году от Нагимы Бекбердиной и Хади Азаматовой. Я помню до сих пор, как они сказывали этот эпос, село Тиматьево Баймакского района.
От Абубакировой, село Утяганово Абзелиловского района в 1992 году. Одной из самых сильных сказительниц эпоса является Гульнур Мамлеева, известный знаток башкирского фольклора, собиратель сесен, уроженка деревни Булатова Абзелиловского района. Сокращаю ее биографию. В ее репертуаре очень много баитов, легенд, эпических сказаний. Куды Курпяс Маян Халоу в речитативно-напевном исполнении от Мамлеевой был записан нами еще в 1992 году. По видеозаписи нам удалось сделать только, но видеозапись удалось сделать только в 2009 и 2020 годах. Эпос Мамлеевой разучила от своего отца Байрамгулова Хайбуллы Аллабердиевича, который знал самого Габита Арганбаева. В версии Мамлеевой Куды Курпяс и Маянгалу повествуется классическая сюжетная линия. Интересным и ценным является напевный хамак, по свидетельству сказителя, издревле принадлежащий к эпосу. Вариации этого напева повторяются в исполнении других сказителей. Рассказ Мамлеева вела также размеренно, спокойно, выразительно передавала диалоги, выделяя лирические отступления, напевные части, довольно часто обращалась к языку жестов. В ее жестах, как мать, как Куды Курпяс заставляет говорить мать, прижимая в ее руках горох, горячий горох. Она показывает все пространство, она показывала жестами, удивительно выразительными жестами весь эпос, казалось бы. Показ выщипывания с макушки головы воробья пуха – устойчивый акцент в исполнении всех сказителей, у которых нам пришлось записывать эпос. Он обобщил глубокое сопереживание, реакцию сказывающего к жестовому акту, жестокому акту, сердечную жалость и одновременное осуждение коварной снохи, выдавшей секрет влюбленных. Такие масштабные понятия, как время, пространство, место в ее исполнении очень точно, лаконично ложились в движении рук, пальцев, небольших взмахов и так далее. Но невысказываемые словами понятия, как красота, доброта, любовь и другие, так или иначе в каждом башкирском эпосе передаются в напевных, речитативных текстах. Такова природа эпоса, сотворенного дитя природы башкиром. Как никакой другой народ, повторившим в своем творении природу, мир и трудновыражаемое ценностное представление. Пожалуйста, видео, небольшое видео. Все, заключаем, да? Вот ее 3 минуты, 1 минута и все. Нет, это дальше надо, дальше. Дальше, пожалуйста. Там. Да. Vallahi Esen'in kulübüne boşayınlar, vaktılar uyudu. Esen'in kulu yanı para, bursak bütün ilk bitkislik kadar edildi. Hızlar kayda tip nite. Ahrap eyte. Kayda ekenliğin. Айтуган Ирикович смотрит, любуется, качает головой, насколько выразительно наша сказительница читает и говорит. Я просто поделюсь со своими ощущениями, когда я их слушаю, этих женщин, действительно у меня чистота сознания, сердце по-другому работает. Такое получаешь потрясающую энергию от этих красот, от всего того, что создал наш великий башкирский народ. И поэтому визуальная фольклористика сейчас – это перспектива научных изысканий. И спасибо большое за внимание. Небольшое только вот предложение хотела бы внести. Учитывая великие творения, значимость великих творений, назначить, установить День башкирского эпоса в Башкортостане. День башкирского эпоса. Об этом я и писала, и публиковалась, но сейчас еще раз повторяю. А также обозначить день, установить День великой башкирской песни «Урал» в школах, в учреждениях проводить. Это формы очень интересные, можно провести. И в дни фольклориады в 2021 году, который нас ожидает, сделать 1 час слушания, просто слушание эпоса «Урал-Батыр» всеми исполнителями, кто это сможет сделать. Благодарю за внимание. Рахмет. Очередной доклад.
филология фәндәре докторы, Башкорт дәүләт университеты профессоры, бүгінгі повесть, жанр, стиль, құжаттары. Повесі, жанр, стиль, үзенчәлекләре, герой концепциясы турасында бераз мәгълүматлар менән, күзәтүләр менән уртаклашырга җыенам. Бүгенге башкорт прозасына байтал ясасам, заман темасын ярайту яктырткан, җәмгыятьтәге кискен мәсьәләләргә кыю күтәргән. Оператив жанр буларак, көн темасын, проблемасын хикәя тәүгеләрдән булып күтәреп чыга. Шулай да повесть заман агышын һәм замандашның рухи йөзен көчтәнерәк, тәрәндәнерәк асылы, йөкмәткәнең фәлсәфәви асылына басым яһалуы, иҗтимагый һәм эстетик мөһим яңгырашлы һәм вакыйгаларның хайлап алынуы менән аерылмаска Быны Әмир Әминевтің бер кәмәле, Спартак Ильясовтың Йөгерек ҡола, Шамил Хажи Әхмәтовтың Яңғыҙ инә бүре, Шәүрә Шәкүрованың Өфө вокзалы, Таңсулпан Ғарипованың Илекәй повестәре һәм башҡа повестар миҫалында күрергә мөмкин. Был повестар тормоштың төрлө өлкәләрен яҡтыртыуҙары, бөгөнгө заман геройҙарының асылына үтеп инеүҙәре, һүрәтләү сараларының баҙыҡлығы, психологизмның ҡеүәтле булыуы, фекерҙе образлы кинәйәгә төрөп еткерә белеү, стиль, сюжет композиция ҡоролошондағы яңы эҙләнеүҙәр, яңы формалар табырға ынтылыш менән характерлана. Әмир Әминевтің бер кәмәлә повесының яҙыусының башлыса ҡырыҫ реализм методына таянып, элегерәк ижад ителгән повестарынан айырылып тороуын, романтик пафостың, юғары шиғриәти стилдең, шартлылыҡтың, символиканың ҡеүәтле булыуы, донъя мифологияһынан алынған риүәйәттең сюжет һыҙығының нигеҙенә һалыныуы, әҫәр идеяһын асыуға хеҙмәт иттерелеүе менән үҙгәлекле булыуын күрергә була. Тәбиғәте өсөн йәнен фиҙа ҡылырға әҙер патриот, тәрән уй килтерештәргә, ҡанатлы хис-тойғоларға бай романтик күңелле шәхес булыуы менән характерлана. Шул уҡ ваҡытта халыҡҡа, тотош кешелеккә, тәбиғәткә, ер йөҙөнә һәләкәт менән яналған мөһим ижтимағи, социаль һәм әхлаҡи этик проблемаларҙы күтәреү йәһәтенән был повесть Әмир Әминевтең элегерәк ижад ителгән әҫәрҙәренә яҡын тора. Яҙыусының дөйөм идея эстетик концепцияһын дауам итә, тулыландыра төшә. Әҫәр романтизм өсөн типик художество алымынан, повестың төп геройы Ғәбиттең символик төшөнән, Аллаһы Тәғәләнең Нух пәйғәмбәр менән әңгәмәһенән, уға 3 ҡатлы кәмә төҙөргә ҡушыуынан башланып китә. Аллаһ Тәғәлә үҙенең ерҙе һыуҙан баҫтырыуының сәбәбен былай аңлата: бәндәләр гонаһҡа батты, инде лә аңдарына килмәҫме, хаталарын аңламаҫмы тигән өмөттәмен. Ер йөҙөнә туфан һыуы ҡалҡытыуымдың сәбәп-маҡсаты ла ошо. Үҙем бар иткән һәммә нәмәне ер йөҙөнән юҡ итәсәкмен. Мин быны ҡабатлап әйтәм: ерҙә ғәҙел, хөр, тигеҙ яңы тормош башланыр өсөн эшләйем, эшләргә мәжбүрмен. Яҙыусы хәл-ваҡиғаларҙы юрматырыуы өсөн борон-борондан изге һаналған, ғалимдар өсөн ғәжәйеп серҙәргә, ҡабатланмаҫ уникаль геологик үҙенсәлектәргә эйә булған, ә бөгөнгө эшҡыуарҙар өсөн иң сифатлы сеймал, сода табыу урыны булған Торатау итәгендә йәйелдереп ебәрә. Торатауҙың мөһабәт, ғәйрәтле, олпат, һоҡланып туймаҫлыҡ тау булыуы, бөтә ауылдың күрке, районының йөҙөк ҡашы булыуы хаҡында автор йәйелеп китеп юғары романтик пафос менән һүрәтләй ҙә ваҡиғалар барышын төп герой Ғәбиткә килтереп терәй. Ҡартан повестта ҡотолғоһоҙ һәләкәт яҡынлашыуын, геройҙар араһындағы килешмәүсән ҡаршылыҡтың һуңғы стадияға етеүен
яҙыусы бик текемләп хикәйәләй. Конфликтты басҡыс итеп үҫтерә барып, ваҡиғаларҙың тығыҙ ағышында көсөргәнешле сюжет сыҙығында бирә. Кульминация өлөшөндә геройҙың тәбиғәтте ҡоротоусы вәхшейҙәр менән үлемесле көрәше ҡырыҫ реализм ҡатнаш ҡанатлы романтизм алымдарында һүрәтләнә. Яуыздарға ҡаршы япа-яңғыҙ алышҡа сыҡҡан Ғәбиткә мөхәббәт, тәбиғәт, мәғрур Торатау, кейек януарҙар, ҡош-ҡорттар үҙҙәре ярҙамға килә. Торатауҙы ҡуйы томан ҡаплауы браконьерҙарҙың иркенләп һунар итеүенә ҡамасаулай. Ғәбитте дошмандары күҙенән һаҡлай. Үлемесле ҡулсаны йырып сыҡҡан боландың Ғәбит эргәһенә килеүе хәүефтең ҡайһы яҡтан көтөлөүен иҫкәртә. Ғәбиттең ҡарап тәрбиәләп осорға өйрәткән бөркөт балаһы инде ҙур ҡеүәтле ҡоштар батшаһы ҡотҡарыусыһын үлемдән аралай. Һунарсыларға аяуһыҙ һөжүм итә. Күҙҙәрен, биттәрен соҡой, тырнай, ҡанаттары менән туҡмай. Браконьер түрәләр тейәлгән вертолет ҡуйы томанда Торатау таштарына бәрелеп шартлай. Тәбиғәт үҙе вәхшейҙәргә ҡаты язаһын бирә. Повесть кәмәне ауҙармаҫ өсөн барыһының да бер йүнәлештә йөҙөргә тейешлеген, йәғни кешеләрҙең изгелеккә, яҡшылыҡҡа ынтылырға, тыуған төйәген, ғәзиз туфрағын, гүзәл тәбиғәтен, шул тәбиғәттә көн күргән бөтә тереклекте ҡәҙерләп йәшәргә, кәмәне тишкән сысҡан һымаҡ яуыз йәнле, ҡара уйлы, нәфселе бәндәләргә ҡаршы йән аямай көрәшергә кәрәклеген иҫкәртә. Күптән инде танылыу алған Шамил Хажиәхмәтовтың «Яңғыҙ инә бүре» һәм тәү башлап ҡәләм тибрәткән йәш яҙыусы Шәүрә Шәкүрованың «Өфө вокзалы» повестары, хикәйәләү манераһы, донъяны күреү, баһалау, геройҙарҙы кәүҙәләндереү, сюжет һыҙығын тағатыу йәһәтенән, йәғни киң мәғәнәһендәге стиль йәһәтенән бер-береһенә яҡын тора. Был повестарҙың икеһенең дә геройҙары ҡатын-ҡыҙҙар. Шамил Хажиәхмәтовтың «Яңғыҙ инә бүре» повесының героиняһы йәш булһа ла тормоштоң байтаҡ һынауҙарын үтеп, ҡағылып-һуғылып, СССР тигән ҡеүәтле ил тарҡалғас, тишек кәмә янында ҡалған меңәрләгән замандаштарыбыҙ кеүек, теше тырнағы менән йәбешеп, тормош төбөнән өҫкә ҡалҡып сыҡҡан бөгөнгө заман кешеһе булып күҙ алдына баҫа. Тәбиғәттән бирелгән һәләтенә вузда алған иҡтисадсы белемен дә ҡушып, ҡара тырышлығын, күптәрҙе көнләштерерлек егәрлелеген дә өҫтәп, ул үҙ эшен көйләп ебәрә, ярайһы уҡ мая ла туплай, бизнес донъяһында атаһы урынына күреп ышанған выжданһыҙ компаньоны Стригунковтан алданып та ҡала. Хәләл аҡсаһын иҫ киткес саялыҡ күрһәтеп ҡайтарып алған Рита күптән күңелендә бәпләп йөрөткән хыялын тормошҡа ашыра. Ҡағылып-һуғылып, килмешәк хәлендә көн күргән ғәзиз ата-әсәһен Үзбәкстандан йән-төйәккә алып ҡайта. Тәбиғәттең Хозур төбәгендә һалынған йорт һалып, ҡәҙерлеләрен шунда урынлаштыра. Повестә Ританың ҡырыҫ ысынбарлыҡтағы реаль тормошон һәм героиняның төшөнә бәйләп, Иске ҡала, икенсе параллель донъя буйлап сәйәхәтен һүрәтләүсе сюжет һыҙыҡтары алмаш-тилмәш үҫтерелә килә. Реалистик, мистик сюжет яҙыусыға әҫәрҙең идеяһын, философияһын отошло итеп еткерергә, характерҙың асылын баҙығыраҡ күрһәтергә булышлыҡ итә. Шәүрә Шәкүрованың «Өфө вокзалы» повесының үҙәгенә Рита һымаҡ уҡ сая, үткер, бөтмөр, тәүәккәл, донъяға прагматик ҡарашы ҡеүәтле булған хәҙерге замандың йәш быуыны вәкиле. 20-нсе быуаттың 80-нсе йылдар аҙағында вузда белем алыусы, йәйгеһен студенттар отряды составында поезда проводница булып эшләүсе Шәүрә ҡуйылған. Оҙон-оҙаҡ сәфәр барышында Шәүрәгә бихисап ғәҙәти проводница еңенә төшкән вазифаларҙы башҡарыуҙан тыш, көтөлмәгән ситуацияларҙа ҡаушап ҡалмай, отҡорлоҡ, сослоҡ күрһәтеп, бәлә-ҡазаһыҙ ҡотолоп сығырға ла кәрәк була. Хәйләкәрлеге, иҫәп-хисапҡа шәп ҡоролған зиһене менән ул үҙен аҡыллы һанаған эшем эйәләрен, йә һаран һыҡмырҙарын, йә яһил уҫалдарын оҫта ғына итеп иманын уҡытып та ҡуя. Ташкентта күрәләтә, үҙен күрмәмешкә һалышҡандарында
бушка юкка сиратта торган чакта Шәүрәнең руссанан башкортчага күчеп, тозлы борычлы, катлы, кайсы бер күздәр тедеүлә ярап кала. Оялып тормаган комплексларһыз еңмеш кыз тирә-яктагы үзбәкләрне шаккатырып, татып аласы нәмәһен алып сыгып китә. Кыю кыз бер яңгызы поезд начальнигы үзе дер калтыраган вагон тулы сигандар менән уртак тел таба. Шәүрәне иң киткән мәлдә ташлап калдырган кыянатчы Вәлимәнең вагонының астын өскә килтергән талаган сабыр Шәүрәнең вагонына бер зыянды яһамай. Күрһәткән хезмәтләре өчен проводница кызга сигандар рәхмәт әйтеп төшөп кала. Тимер тегәрмәсләр өстендәге сәфәрҙәрҙә күргән кисергәндәре, төрлө кешеләрҙең ғибрәтле яҙмыштарының шаһиты булыу, былай да тормошон алдан планлаштырып алып барырға яратҡан, йәшәйешкә романтик хыял томаны аша түгел, ә айыҡ күҙ менән ҡараусы, иҫәп-хисаплы донъя көтөүсе, отҡор, тартынып баҙап тормаған героиняны олоғайтып ебәрә. Күҙәтеүсәнлеге, эске һиҙгерлеге менән героиня мосафирҙарҙың кемлеген, ниндәйерәк яҙмышлы булыуҙарын да тоҫмаллап, яңлышмай билдәләй ала. Тарих факультетында белем алған студент Шәүрә өсөн, мәҫәлән, башҡорт сырайлы үзбәк ҡатынының үткән тормошон, яҙмышын яҡынса билдәләү ҡыйынлыҡ тыуҙырмай. Мистика тиһә лә Шәүрә лә йөҙ сыны менән Шәүрәнең олатаһына оҡшаттырған бөхтә кейемле, хуш еҫле үлән сәйе менән һыйлаусы ҡарт та был осрашыуҙың дауамы буласағын белә. Повесть ана шул осрашыу, йәғни 20-нсе быуаттың 20-нсе йылдарында Башҡортостандағы ҡанлы көрәш ваҡиғаларына ҡағылышлы архивты өйрәнеү өсөн уны тапшырған әлеге ҡарттың шарты буйынса Шәүрәнең Америка Ҡушма Штаттарының Манхэттен ҡалаһында сатыла ултырған үзбәк егете Олоғбактың хатын уҡыған сағы менән тамамлана. Шәүрә Шәкүрованың әлеге повесі, тәүге ҙур әҫәре, шулай булһа ла тәүге ҡоймаҡ ҡымһыҙ килеп сыҡҡандай күренә. Киләсәктә йәш авторға хикәйәләүҙә гел генә үткән заман формаһына ҡормауын, монотонлыҡтан ҡотолоуын, булып үткәнде түгел, ә әлеге мәлдә булып ятҡан, хәҙерге заманда хәрәкәт йәйелдерелгән ваҡиғаны һүрәтләүгә күсеүен, диалогтар менән автор хикәйәләүен алмаш-тилмәш бер самала сюжетҡа индереүен теләге килә. Хикәйәләүҙе динамикалы, картиналы итеп ҡороуға өлгәшһә, конфликтты көсәйтһә, һис шикһеҙ уңыш киләсәк тип әйтке килә. Шуныһы ҡыуаныслы, башҡорт прозаһына тормошҡа ҡалыплашмаған, үҙ ҡарашы булған, оригиналь геройҙары, традицион булмаған үҙ хикәйәләү манераһы, асыҡ төҫмөрләнгән, һәләтле йәш көс килә тип ышаныслы әйтергә ерлек бар. Спартак Ильясовтың «Йөрөк ҡола» повесына хикәйәләүҙәге күҙгә бәрелеп торған милли тел һүҙ байлығын оҫта ҡулланыу, йүгерек стиль, тәрән психологизм менән йылҡымалына хас холоҡ-ҡылыҡты ныҡ белеп, еренә еткереп тасуирлау хас. Повеста халыҡ йырҙарынан алынған өҙөктәр, мәҡәл әйтемдәрҙең урынлы ҡулланышы ла, мал һәм әҙәми зат тормошон образлы тел менән йәнәшә ҡуйып, кинәйәләп һүрәтләү дә, яҙыусының әҫәр өсөн һайланған материалды биш бармағы кеүек яҡшы, хатта үтә яҡшы белеүе, мал образына инеп, уны эстән, уйҙары, тойғолары ағышын тәбиғи итеп, тәғәйен сама белеп кенә яҡтыртыуы ла тәүге ҙур әҫәр яҙыуға тотонған авторға уңыш килтергән. Айырыуса өйөр айғыры лидерҙың бүреләр менән алышыуын, өйөрҙө бергә туплап тотоусы ҡаты холҡон, сабыш аттарының холҡон, төҫөн, сабыш тәртиптәрен, сабыу алымын һүрәтләгәндә яҙыусының маһирлығы һоҡландырғыс. Тыумышы нәҫеле менән боронғо данлыҡлы сабыш аттарының тоҡомонан булған, ярыш башында ниндәй тиҙлектә саба башлаған, шул тиҙлектә үк финишҡа килеп етә алған, иҫ китмәле, иркен тынлы, ҡеүәтле, ғәйрәтле, бик ныҡ сыҙам, затлыларҙан да затлы буласаҡ Йөрөк ҡола, етем һарыҡайҙан үҫеп иткән ҡола ҡонан, тәүҙә үк үҙ колхозында үткән һабантуйҙа беренсе булып килә, унан күршеләге ҙур хужалыҡ һабантуйында еңә, район һабантуйында оҙон араға, 12 саҡрымға ярыш ҡола ҡонан өсөн беренсе мөһим еңеү була. Бында
Колакынанға үз районынан ғына түгел, тик йыраҡ ерҙәрҙән, Силәбе, Троицк, Ырымбур яҡтарынан да килгән һайланмыш оҙон ботлы, торған ерләрендә уйнап, кешнәп, арт аяҡтарына баҫып торған, затлы һаналған, ғәм халыҡты тышҡы ҡиәфәттәре менән һоҡландырған, туҡтауһыҙ фотоларға төшөрөлгән йүгеректәр менән беренсе тапҡыр ярышырға тура килә. Төс ҡиәфәттәре менән балҡып торһалар да, йыраҡ араға сабышта ҡарыуҙары бик мөшкөл булып сыға был оҙон боттарҙың. Алда оҙон боттар саң туҙҙыра. Өсөнсө урауға ҡола үҙенән алда барған тәүге оҙон ботҡа йәнәшәләне. Уны еңел генә үтеп киткәндә, оҙондоң аяҡтары тарбайып, кәүҙәһен ян-яҡҡа һелтәгәнен генә күрҙе ул. Ҡолаҡынандың артынан 150 ҡуфай самаһы ерҙә уның ерҙәштәре, уның кеүек ҡолалар, бурылдар, ҡобалар, күктәр һәм башҡалар килә. Килә улар, килә оҙонға сабып. Ата-олаталары кеүек түҙемле, инсафлы, ҡылыҡтарын артыҡ күрһәтеп бармаусы, тыныс ҡына үҙ яҙмыштарын ғәмәлгә ашырыусы ерҙәштәре килә. Автор комментарийҙары менән оҙатыла килгән, ситләтелгән тура телмәр формаһындағы эмоциональ яңғырашлы һорау өндәү тулы ҡоланың уйҙарында биҙәүле йүгән кейҙерелгән, еңел күн эйәр һалынған, бәкәлдәре аҡҡа бәйләнгән, текә һикереп сапҡан был оҙон аяҡлыларҙы күктә күтәреп маҡтауҙары, дәрәжәле исемдәр биреүҙәре аптырата ине Ҡонанды. Минең ни ерҙәре менән артыҡ һуңыл йоҡа яллы оҙон ботлолар. Арбаға егелеп бүрәнә ташый алалармы? Тәүлектәр буйы ашамай, эсмәй, эйәр аҫтында 100 сафрым ер үтәләрме? Ғаләмгә күрһәтәм тип ер тырнап, үрәпсеп, һикереп тормаһа ла, бөгөнгө сабышыуҙа үҙ ҡеүәтенә, ғәйрәте барлығына, тыны иркенлегенә инанды. Оҙон ботлоларҙан сабырлы, күп тапҡыр түҙемле һәм ғәйрәтле ерҙәштәре менән осраштыу бөгөнгөнән бик күп йылдарҙан һуң да. Яҙыусының тормошноң әсе хәҡиҡәтенә, ғәҙелһеҙлектәр тулып ятҡан, күршенең тауығы ла ҡаҙҙай, ҡатыны ла ҡыҙҙай тигән мәҡәлдәгесә, сит яҡтыҡына ҡыҙығып, унан 100 000 артыҡ булған үҙеңдең хазинаңды һанламауға, күрмәүгә, баһаламауға, әрнеүле, рәнйеүле баһаһы йәшеренгән. Һабан туйҙар гөрләп үтеп китә тора, йүгерек ҡоланың даны бер нисә көн донъяны шаулата ла онотола тора. Көндәлек тормошта ул ябай хужалыҡ атына, йөк атына әйләнә. Йөгөн мәңге ҡыйыш тейәп йөрөгән аяуһыҙ Ғиниәтулланан икһеҙ-сикһеҙ михнәттәр күрә. Ҡуштанға егелгән ялҡау, хәйләкәр ерәнбейә өсөн ауыр йөк тартып миктәй. Ҡойоп яуған ямғырҙа һәм ҡарлы дауыллы буранда, көйҙөргөс селләлә, бәйле йә тышаулы көйө асығып, сарсап та, өшөп, туңып та, күгәүен серкәйҙәрҙән таланып та тора. Ярай, шулай иттереп, минең докладым тамам. Не слышно. Башҡорт телендә П аффикслы хәл ҡылымдарының ҡушма ие менән ҡушма хәбәр функцияларында Хәйерле көн, һаумыһығыҙ, хөрмәтле конференцияла ҡатнашыусылар. Ишетеләме? Яҡшы. Яҡшы. Хәйерле көндәр. Һеҙҙең барығыҙҙы ла Мифтахетдин Атмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының Башҡорт филологияһы факультеты исеменән һәм шулай уҡ шәхсән үҙемдең исемдән тәбрикләйем һәм конференция эшендә ҙур уңыштар теләйем. Төрки телдәре, шул иҫәптән башҡорт теле аналитик формаларға ғәжәйеп бай. Дөйөм тел ғилемендә лә һәм тюркологияла ла аналитик конструкция, һүҙҙең аналитик формаһы кеүек төшөнсәләр бар. Телдә бик күп грамматик категориялар тап аналитик формалар ярҙамында яһала. Аналитик формаларҙың бер төрө булараҡ ҡушма ғылымдар телдең барлыҡ стилдәрендә лә йыш ҡулланылып, телмәрҙе байыта, фекерләүҙең бер төрөн сағылдыра.
Аналитик формаларның бер төре буларак П аффикстары менән ярдәмсез кылымдар нигеҙендә яһалган ҡушма ҡылымдар йәнле һөйләү телендә лә, әҙәби телдә лә, диалекттарда ла, халыҡ ижады әҫәрҙәрендә лә бик күп ҡулланылыш тапҡан. Сыуаш һәм яҡут телдәренән башҡа бөтә төрки телдәрҙә лә киң ҡулланылған П аффикслы хәл ҡылым ярҙамсы һәм тулы мәғәнәле ҡылымдар менән бергә ҡулланылып, уларҙың морфологик саралары ярҙамында бөтә һөйләм киҫәктәренең дә функцияһын үтәй ала. Әйтәйек, мәҫәлән, йәш саҡта донъя күреп ҡалыу үҙе бер бәхет. Һөйләмендә күреп ҡалыу ҡылымы ҡалыу ярҙамсы ҡылымы менән бергә аналитик эйә ролен башҡара. А, һәм Й аффиксына бөткән хәл ҡылымдар да шул уҡ ысул менән эйә функцияһын үтәй. Әйтәйек, мәҫәлән, хаҡлы яза икән, уны ҡалтыранмайынса күтәрә алыу үҙе ир егетлек дан. Я булмаһа икенсе һөйләмдә өндәшмәй китеү үсегеү билдәһе булыр ине. Бына был һөйләмдәрҙә күтәрә алыу һәм өндәшмәй китеү миҫалдарында ҡушма эйә составында күреп тороуыбыҙса П аффикслы хәл ҡылымдар ҡулланылып, ярҙамсы ҡылымдар менән килгән. П аффиксына бөткән хәл ҡылымдар мәғәнәләре яғынан яҡын, йәғни үҙ аллы мәғәнәгә эйә булған ҡылымдар менән бергә ҡулланылып та, әйтәйек, мәҫәлән, тынып ҡалыу, тороп ҡалыу, шымып ҡалыу, уҡып бөтөү һәм башҡалар ҡушма эйәнең беренсе компоненты ролен үтәй. Мәҫәлән, шуға күрә бөгөн иҫәнбәтте ҡалдырып китеүе һөйләп биргеһеҙ, ауыр да, һағышлы ла ине тигән һөйләмдә Зәйнәб Биишеваның әҫәренән килтерелгән миҫалда ҡалдырып китеүе тигән эйә составы П аффикслы хәл ҡылым һәм ярҙамсы ҡылымдарҙан килгән. П аффиксына бөткән хәл ҡылым синоним һәм хәл ҡылым антонимдар исем ҡылымдар менән ҡулланылып, ҡушма эйәнең беренсе компоненты булып килә. Мәҫәлән, һағыштар да булды, ғазаптар да, ялған утта янып көйөүҙәр. Күреүебеҙсә, янып көйөүҙәр ҡушма эйә составында килгән был ике форма, янып көйөү, үҙ-ара бер-береһенә ҡылым синонимдар булып торалар. Бындай хәл ҡылымдар сифат ҡылымдар менән бергә килеп, шулай уҡ ҡушма эйә яһауҙа ҡатнашалар. Мәҫәлән, әммә зарланманыҡ хистә, иттә һаман уйнап көлгәндәр. Йә булмаһа икенсе һөйләмдә. Ҡабул итеү бүлмәһендә кейем шкафының асылып ябылғаны ишетелде. Күреүебеҙсә, бына бында ла ҡушма эйә булып килгән асылып ябылғаны тигән форма, ул бер тәүге компоненты, уның асылып икенсеһе ябылғаны тигән һүҙҙәр бер-береһенә антоним булып килһәләр дә, улар ошо һөйләмдә ҡушма эйә составын, ҡушма эйә функцияһын үтәйҙәр. Ҡушма хәл ҡылым синоним һәм хәл ҡылым антонимдарҙа ярҙамсы һәм сифат ҡылымдар менән бергә ҡулланылып, аналитик эйә булып йөрөй. Мәҫәлән, өҫтөбөҙҙән аҡырып екереп йөрөүсе юҡ. Йә булмаһа, Мәжит Ғафуриҙың икенсе бер һөйләменән. Бындай ҡара йөҙҙө өйөбөҙгә индереп яҡлаған өсөн башта беҙгә инеп сығып йөрөүселәр ҙә инмәй башлағайны. Күреүебеҙсә, бына бында ла инеп сығып йөрөүселәр тигән миҫалда ҡушма эйә составында инеп сығып йөрөүселәр һөйләмдә ҡушма эйә булып киләләр һәм үҙ-ара улар бер-береһенә антоним булып киләләр. П аффиксына бөткән хәл ҡылым эйәлек ялғаулы сифат ҡылым менән бергә исем функцияһында ҡулланылып, аналитик эйә ролен үтәй. Әйтәйек, мәҫәлән, Рәми Ғариповтан миҫал. Заманында ғәмһеҙ йөрәгемде өтөп алғандарың бар ине. Тимәк, бына бында ла беҙ күреп торабыҙ. Өтөп алғандарың П аффикслы хәл ҡылым менән эйәлек ялғауы менән сифат ҡылым менән бергә килгән. Хәл ҡылымдар ярҙамсы исем ҡылым һәм эйәлек килеш ялғаулы исем менән бергә, әйтәйек, мәҫәлән, һуғып бөтөү бурысы ҡушма эйә булып килә. Мәҫәлән, Кандаков дигән яуаплы бер эшсеһенә 2 районда малсылыҡ мәсьәләһенең торошон тикшереп ҡайтыу эше тапшырылған. Бына был Сәғит Агиштың әҫәренән килтерелгән өҙөктә тикшереп ҡайтыу эше күреүебеҙсә ҡушма эйә бер-береһе менән бергә килеп, П аффикслы хәл ҡылым менән исем ҡылым һәм эйәлек килеш ялғауы менән бергә килгән. Ғалим, тел белгесе, төркиәтсе Әхмәт улы Юлдашев
төрки телдәрдәге типологик законның асылы, ягъни грамматик сараларның хаксыл кулланылуы хакында яза. Ул төрки телдәр өчен характерлы дөйем законның, һөйләмдәрнең тиң китәпләрендә аффиксларның адаккы һүзгә генә кулланылуы, төркемләшеп килгән морфологик ысул хакында һөйләп, был ысулның кулланылуын бөтә яклап тикшерергә кирәклеген әйтә. Ысынлап та был дөрес фикер. Башкорт телендә был ысулның ныклап тикшерелгәне әлегә юк кимәлендә. Без бында был ысулның хәл кылымдарга кагылышлы ягына гына тукталып үтмәкчебез. Бу аффиксына беткән хәл кылымдар төркемләшеп килгән морфологик ысул менән тиң ия булып килә. Әйтәйек, мәсәлән, байдар бөтәһе лә бер калыптан һугылган. Береһен мактап, икенчесен хурлау харам. Был мисалда мактап хәл кылымы, хурлау исем кылымының морфологик саралары ярдәмендә тиң ия булып килгән. Профессор Гали улы Сәйит Батталов кушма хәбәрнең грамматик төзелешенең гаҗәп катмарлы булуы, уның ике кылымдан да бик күп һүзләр тезмәһенән дә килүе, уларның күбрәк тулы мәгънәле кылымга ярдәмчы кылымдар, модаль һүзләр менән бүтән һүз төркемдәре кушылу юлы менән яһалуы хакында яза. Һәм китәксәләрдән башка ике яки берничә һүз ярдәмендә бирелгән хәбәрләрдән кушма хәбәр булуын аталуын әйтеп үтә. Касим Закир улы Әхмәров та ошондай мисал килтерә. Ликунов тиз генә уйлай һалып алды. Менә бында инде уйлай һалып алды конструкцияһын без шулай ук кушма хәбәр дип исәпләйбез. Профессор Галим Марат Вәли улы Зәйнуллиндың әйтүенсә, кылымдарның аналитик формаһын өйрәнү 300 елга якын дәвам итүгә карамастан, кушма кылымдан торган хәбәрнең ябай яки кушма хәбәр булуы тураһында төрле караш йөрөй. Шулай ук галим, тюрколог Елизавета Ивановна Убрятова якут теленең һөйләм төзелешен тикшереп, аналитик кылымдан торган хәбәрде ябай хәбәр дип исәпләй. Уның фикеренчә, икенче бер кылымга кушылып килгән ярдәмчы кылымдар, теге яки был грамматик категорияны гына белдереп килә. Улар катмарлы форма яһамай. Ошо фикердән сыгып, ул аналитик кылымдан торган хәбәрде яңгы кылымдан торган хәбәр менән бер дәрәҗәле дип карай. Әмма ләкин без Убрятованың бу фикеренә кушылып, төп мәгънәне аңлаткан хәл кылым менән кулланылган модаль һүзләр, теркәүстәр, китәксәләр һәм башка шундай һүзләр менән килгәндәрен кушма хәбәр дип карамай, икенче термин менән атап йөртү, ягъни аналитик хәбәр дип атау дөресрәк булыр ине дип исәпләйбез. Инде үҙаллы мәгънәгә ия булган ике яки берничә һүздән торгандарын уларга модаль һүзләрдә өстәлергә мөмкин. Әйтәйек, мәсәлән, сығып ултырды, уҡып сыҡты, һөйләп бирҙе, алып китте, сәсә барды, аптырап китте, асылып ябылды, көйөп янды, кеүектәрен генә кушма хәбәр дип атау яғындабыҙ. Әйтәйек, мәсәлән, Баязит Бикбайҙың әҫәренән бер өҙөк. Ашау ҡайғыһы китеберәк тора бит әле. Әсәй, беҙгә асыҡ ҡына һөйләшеп алырға кәрәк ине. Миҫалындағы хәбәрҙәрҙе ҡараһаҡ, әйтәйек, мәсәлән, китеберәк тора бит әле, йә булмаһа, һөйләшеп алырға ине. Бында кушма хәбәр итеп түгел, аналитик хәбәр итеп ҡарау дөрөҫ булыр ине. Ни өсөн тигәндә, бында хәл кылым ғына төп мәғәнәне белдерә, ҡалғандары модаль төшөнсәне аңлата. Беҙҙең күҙәтеп тикшереүебеҙсә, был аффиксына бөткән хәл кылымдар ярдәмсы кылымдар менән генә түгел, хәбәр һөйкәлешендәге тулы мәғәнәле кылым хәбәрҙәр менән йәнәшә килеп тә бер һорауға яуап бирә һәм кушма хәбәр ролен үтәй. Мәсәлән, берәүгә лә ҡарамайынса ситкә барып яттым дигән миҫалын Сәғит Алиштың әҫәренән килтерелгән миҫалда барып яттым. Хәл кылымы менән тура мәғәнәле кылымдар икеһе лә үҙаллы мәғәнәгә ия булғанлыҡтан, был ике кылым араһына башҡа эйәрсән киҫәктәр ҙә ҡуйып була. Мәсәлән, барып яттым кушма хәбәре урынына барып йәшел үлән өҫтөнә яттым тип тә әйтеп була. Раушания Абдулхаек ҡыҙы, ваҡыт. Һөҙөмтә. Һөҙөмтә итеп шуны әйтеп үтергә теләйем. Хәҙерге башҡорт телендә, шулай уҡ башҡа төрки телдәрендә әлегә бик аҙ кимәлендә өйрәнелгән кушма кылымдар һөйләм составында килгәндә кушма эйә һәм кушма хәбәр ролен шул тиклем бик актив үтәйҙәр. Һәм беҙҙең телмәребеҙ йәнле һөйләү теле булһынмы, йә булмаһа нәфис һөйләү теле булһынмы, кушма кылымдар формаһынан башҡа бер нисек тә телмәр формалаштыра алмай. Һәм мин фекеремде шуның менән тамамлап ҡуйырға теләйем. Бөйөк ғалим, телсе, профессор Марат Вәли улы Зәйнуллин үҙенең хеҙмәттәрендә ҡылымдарға бик күп
вакыт бүлде, яки булмаһа бик бүтән хезмәтләрендә лә кылымдар тураһында әйтте. Һәм бuna ошо кушма кылымдар да уның фикеренә таянып эшләнелде. Һәм бүгенге көндә ул был проблема бүгенге көндә лә актуаль дип исәпләйем. Һәм артабанда аналитик юл менән кушма кылымдарның яһалышын, морфологик юл менән бәйләнгән юлдарын, шулай ук фразеологик әйтемдән килгән башка бик күп төрле формаларда бүгенге көндә өйрәнү кирәкле һәм урынлы. Рәхмәт, зур иттереп, сыгышымды кыска гына итеп тамамладым. Катнашырга теләй. Сабыр Мурат Баканбайлы, филология ғылымдар докторы, Утемисов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті профессоры Орал, қазақ және башқұрт тілдері фразеологизмдерінің салыстырмалы талдау аспектілері. Сабыр Мухаммед Баканбайлы, зинһар өчен һеҙгә һүҙ. Саламатсыздар, құрметті әріптестер, құрметті конференцияға қатысушылар. Бәріңізге Қазақстаннан, Орал қаласынан дұғай сәлем жолдаймыз. Естіліп тұр, ешіледі? Бүгінгі академик Зайнуллин мен Ораксиннің мерейтойына орай ұйымдастырып отырған конференцияларың өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Конференция жұмысына сәттілік тілейміз. Бүгінгі менің баяндамамның тақырыбы қазақ және башқұрт тілдері фразеологизмдердің салыстыра талдау аспектілері. Түркі өркениеті 21 ғасырда жаңа кезеңге аяқ басты. Жаңа ғасырда түркі әлемінің тілдік бейнесі деген ұғымдардың жаңғыруы да, қалыптасуы да заңды құбылыс. Түркі әлемінің тілдік бейнесін кешенді қарастырмас бұрын жекелеген тілдік топтардың тілін, сөздік қорын салыстыра зерттеу қажет. Түркі дүниесінің бір тармағы ғасырлар бойы Еуразия кеңістігінде біте қайнасып келе жатқан еділ жайық бойы түркі халықтары. Оның ішінде қазақ башқұрт халықтарының бауырластығы мен тарихи даму үдерістері де өте тығыз. Бүгінгі қазақ пен башқұрттардың түп төркіні көне қыпшақтар. Қыпшақтар тарихта 1000 жылдан астам уақыт бойы белгілі. 11 ғасырдың екінші ширегінен бастап ұлы дала дешті қыпшақ деп аталатын болды. Қыпшақ тілі халықаралық тіл деңгейіне көтерілді. Кейін құрылған Алтын Орда қыпшақтардың негізгі отаны болды. Сол байырғы қыпшақтардың заңды жалғасы қазақ башқұрт халықтарының тарихи мәдени даму үдерісін тілдік деректерден айқын байқаймыз. Түркі әлемінің тілдік бейнесін анықтау үшін туыс тілдердің, әсіресе қазақ башқұрт тіліндегі фразеологиялық параллельдерді зерттеу аса маңызды. Фразеологизмдер тек екінші бейнелі атау емес, ұлттық танымның мәдениеттің көрінісі. Түркі фразеологизмдердің тарихи салыстырмалы тұрғыдан тереңірек сөз еткен Ораксин болды. Тарихи салыстырмалы зерттеулер жеке туыс тілдердің фразеология теориясын қалыптастыруда маңызы зор. Қазақ және башқұрт тіліндегі фразеологизмдерді мынадай топтарға жіктеуге болады. Бірінші, лексикалық құрамы мен мағынасы толық сәйкес келетін фразеологиялық параллельдер. Екінші, мағынасы толық сәйкес келгенімен компоненттері тұлғалық жағынан ерекшеленетін фразеологиялық параллельдер. Үшінші, орыс тілінен калька тәсілі арқылы ауысып келген фразеологизмдер. Төртінші, ұлттың жүріп өткен тарихынан ақпарат беретін фразеологизмдер. Бесінші, ұлттық тұрмыс тіршіліктің дерек көзі ретінде лингво-мәдени ерекшелігі бар фразеологизмдер. Лексикалық құрамы мен мағынасы толық сәйкес келетін фразеологиялық параллельдер. Бұл фразеологизмдер екі тілде де бір-біріне өте ұқсас, мағынасы да, компоненттерінің саны да бір-біріне сәйкес келеді. Тек әр ұлттың өзіне сай фонетикалық ерекшеліктері байқалады. Мысалы, тауықтың түсіне тары енеді, тауық төшіне тары ине, темірді қызуында соқ, темірде қызуында хуқ, түтіні тура шығады, төтіні тура сыға. Ат аунаған жерде түк қалады. Ат аунаған ерде түк қала. Арпа ішінде бір бидай. Арпа есінде бір бойзай. Көлін көкке ұшыру. Көлін көкке ұсыру. Араларынан қыл өтпеу. Арахынан қыл да өтмей. Мұндай фразеологиялық параллельдер екі тілдің туыстығын, қыпшақтық ортақ белгілерінің фразеологизмдердің қорында жақсы сақталғандығын көрсетеді.
Мағынасы толық сәйкес келгенімен компоненттері тұлғалық жағынан ерекшеленетін фразеологиялық параллельдер. Көне башқұрт тайпалары оңтүстік Оралға көшіп қоныстану барысында ғұн, бұлғар, печенег, оғыз және фин-угор тайпаларымен қарым-қатынаста болды. Осы тарихи араласу үдерістері ізі тілде, тіл арқылы башқұрт халқының өмірінде, мәдениетінде сақталған. Башқұрт тілінің консонантизм ыңғайында көне түркілік жүйеге жақындығын, батыс хун тобында кейбір тілдерге жуықтайтын ескере келе, профессор Мархабат Томанов башқұрт тілін фонетикалық ыңғайда қыпшақ тобындағы тілдерді шығыс түркі тілдерімен жалғастырушы звено дегенді айтады. Міне осындай этникалық ерекшеліктер уақыт көшімен бірге тілде де көрініс тапқан. Соның нәтижесінде фразологизмдерде де күрделі өзгерістер пайда бола бастаған. Мысалы, боғазынан алу, қазақшасақ алқымынан алу, танау көтеру, тұмсығын көтеру қазақша, мұрын тұғу, тұмсығын тұғу, башына етеу, түбіне жету, башым екеу түгіл, басым екеу емес, башын ашау, басын жұту. Мұндай айырма белгілер башқұрт тілі материалдарында мол көрініс тапқан. Орыс тілінен калька тәсілі арқылы ауысып келген фразологизмдер Еділ жайық бойындағы түркі халықтары ежелден орыс халқымен тығыз әлеуметтік, саяси және территориялық тығыз байланыста болды. Сөз жоқ, мұның өзі әсіресе қыпшақ, бұлғар тілдерінің дамуына ықпал етіп өзіндік ізін қалдырды. Бұл жағдаятты орыс тілінен калька тәсілі арқылы енген фразологизмдерін анық байқаймыз. Башқұрт тілінде мұндай тұрақты тіркестердің мол қоры ұшырасады. Мысалы, бармақ өтек қарау, өз аршыныңа үлсәу, миыға халынып төшеу, севенін філ яхау, гүр тынлығы, қылда қыбырлатмау, тағы басқа. Қазақ тілінде фразологиялық калькалар башқұрт тіліндегідей көп болмаса да кездесіп отыратын жоққа шығара алмаймыз. Саяси, әлеуметтік, мәдени байланыстар сөз жоқ тілде өз ізін қалдырады. Мәселен, қасқырдан қорыққан тоғайға бармас, қасқырдың сорлығы үшін емес, ұрлығы үшін ұрады, ештен кеш жақсы, балықшы балықшыны алыстан көреді. Ұлттың жыры өткен тарихынан ақпарат беретін тарихи фразологизмдер. Қазақ башқұрт фразологиясында бір алуан тұрақты тіркестер тек тарихи оқиғалар мен тарихи адамдардың есіміне байланысты айтылып, бертін келе фразологизмдер қатарына енген. Бұл тіркестер ішкі мазмұнында халық, ұлт өмірінің басынан өткен оқиғаларының мазмұны мен тарихы жатыр. 18 ғасырдағы қазақ жоңғар соғысының салдарын бейнелейтін Ақтабан шорынды алқагүл сұлама тұрақты тіркесі әлі күнге дейін халық жадында сақталған. Ұлы Отан соғыс жылдарында қиындықты сын сағат деп бағалаған. Ал Қазақстандағы Голошекин саясатын тар жол тайғақ кешу деп атаған. Тарихи фразологизмдер тарихтың белгілі бір кезеңінен хабар береді. Башқұрт халқының да бастан кешкен тарихи оқиғалардың ізі тілде фразологизм күйінде сақталған. Мәселен, Мамай заманында, Қырым сүйрелей, Дарны қоры тұту, Әндіри хазинахы, Әби батша заманында сияқты тұрақты тіркестер тарихтың әр кезеңінен хабар береді. Сонымен тарихи фразологизмдер тіл арқылы мәдениеттанудың құрамды бөлігі ретінде тіліміздегі тұрақты тіркестер қорында ақпараттық мәні басым болуына қарай өміршеңдігімен ерекшеленеді. Ұлттық тұрмыс тіршіліктің дерек көзі ретінде лингво-мәдени ерекшелігі бар фразологизмдер. Түркі тілдері фразологизмдерінің лингво-мәдени ерекшеліктеріне үлгі ретінде Қыпшақ тобындағы қазақ және башқұрт тілдеріндегі тұрақ тіркестері салыстыра қарастыруға болады. Әр ұлттың мәдени өмірінен із қалдырған тілдік бірліктердің, әсіресе фразологизмдердің мәдени коннотациясы өте құнды деректер ретінде лингво-мәдениет танудың аспектісі бола алады. Қыпшақ тобында халықтардың ішінде татар, башқұрт халықтары ертерек отырықшылыққа көшкендіктен болар. Бұл халықтардың үй құстарын, әсіресе қаз, үйрек секілді түрлерін ертеден өсіреді. Сол себепті де олардың атауы да басқа тілдерге қарағанда башқұрт фразологизмдерінде мол ұшырасады. Башқұрт тілінде төлеген тауық кебек, толтырған тауық кебек, тауық хөләп бітмәсілік, үзәк береп қаз алған. Ал қазақ тілінде төрттілік мал, яғни жылқы, түйе, қой, ешкі, сиыр атаулары тірек болғаны фразологизмдер жиі кездеседі. Мәселен, қазақ тілінде молшылықты, қуанышты білдіретін ақ түйенің қарны жарылды деген тұрақ тіркес бар.
Қыр көрсетті деген мағынада жүйрік аттай ойқастайды деген сияқты тұрақты тіркестер кездеседі. Бұндай мысалдары көптеп кездестіруге болады. Қорыта айтқанда, қазақ және башқұрт тіліндегі фразеологиялық параллельдер қыпшақтық тек тамыры ажырамаған жалпы түркілік тарихи даму үдерістенен бірге өткен тілдік бірліктер. Осы фразеологизмдердің бойынан әр ұлттың біртұтас түркілік мәдениетімен қатар кейінгі дәуірлердегі ұлттық даралану сипатын да көреміз. Ұлттық ерекшеліктерді, лингво мәдени белгілерді бойына сақтаған фразеологизмдер әр ұлттың өзіндік даму қалыптасу үрдісінде білдіреді. Қазақ башқұрт тілдерінің қыпшақтық негізі фономорфологиялық деңгейде ғана емес, лексикалық деңгейде, оның ішінде фразеологизмдерде айқын сақталған. Менің баяндамам тәмам. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Екі яқшы. Иптәштәр, біз дәвам етәбез. Хәзер һүз бирелә Түркия вәкиленә. Худайбергенова Зилола Нарбаевна, доктор филологических наук, профессор Бартынского университета, Бартын, Турция. Особенности отрицательных, положительных предложений в узбекском и турецком языках. Здравствуйте, меня слышно? Да, очень хорошо. Спасибо. Здравствуйте, дорогие организаторы и участники конференции. Я рада приветствовать вас не только от имени Турецкой Республики, а и от Солнечной Республики Узбекистана, так как я являюсь гражданином Узбекистана. В данный момент уже 3-й год работаю в Турции. Благодарю за возможность участвовать в данной конференции организаторам. И отдельное спасибо Свамситовой Луизе Хамзевне, доктору филологических наук, ведущему научному сотруднику Института стратегических исследований. Сегодняшняя конференция, конечно, проходит на высоком уровне. Мы сегодня послушали очень много интересных докладов. Думаю, в конце мы еще об этом поговорим. Думаю, они будут полезны в качестве обмена информацией и опытов. Сегодняшняя тема моего доклада называется «Особенности отрицательных и положительных предложений в узбекском и турецком языках». После обретения независимости Турция стала первым государством, признавшим независимость Узбекистана. После этого в течение 29 лет экономические, политические и культурные отношения между Узбекистаном и Турцией развивалось. И, конечно, из-за данной ситуации появилась необходимость сравнительного изучения узбекских и турецких языков, так как данное направление помогло бы изучению особенностей специфики данных языков общности. Мы знаем, что узбекский и турецкий язык относятся к одному семейству языков, но из-за социальных факторов, исторических факторов появились определенные различия между данными языками. Существует несколько работ по сравнительному изучению некоторых морфологических и лексических особенностей узбекского и турецкого языков. Однако синтаксические единицы и синтаксические явления в узбекском и турецком языках не были изучены в сравнительном плане. В данном докладе будут анализироваться, если я успею, конечно, научные источники в узбекской и в турецкой лингвистике, будут сравниваться научные подходы к определению классификации положительных и отрицательных предложений в узбекском и турецком языках, а также будут сравниваться способы формирования положительных и отрицательных предложений в данных языках. Общеизвестно, среди основных признаков предложения одним из наиболее существенных является модальность. По признакам модальности в узбекском языке предложения делятся на две группы – положительные и отрицательные. Отрицательные и положительные предложения в турецком языке рассматриваются как один из видов предложения по значению, то есть подходы здесь различаются. При этом повествовательные предложения не различаются, то есть они не имеют статуса отдельного вида предложения. У Кононова речь идет только об особенностях отрицательных предложений, например. Баскаков, который проводил исследования по специфическим признакам предложений в турецком языке, считает, что утверждение и отрицание представляют собой субъективную модальность предложения. Но, по сути дела, говоря об утвердительной и отрицательной модальности, языковед имеет в виду отрицательное и положительное предложение, хотя он не различает данные типы предложений.
По содержанию исследований, посвященных синтаксису предложений в узбекском и турецком языках, становится очевидным, хотя и по разным критериям, различия положительных и отрицательных предложений существует. Следовательно, положительные и отрицательные предложения в узбекском и турецком языках можно считать довольно хорошо изученной темой, но к сравнительному исследованию данного вопроса до сих пор не было обращения внимания. Хотя этот вопрос частично освещался в других грамматических исследованиях по тюркским языкам. Поэтому сравнительное изучение и выявление различий и общности между этими типами предложения в сравниваемых языках является актуальным в области сопоставительной грамматики тюркских языков. В узбекском языкознании, как говорилось выше, по признаку модальности принципиально различаются два вида простых предложений. В турецком языке в основном тоже основываются на такой же классификации. Но, например, Хикмет Диздаровлы, занимаясь только синтаксическим строением предложения, подразделяет эти предложения на более мелкие виды. Рассмотрим классификацию положительных предложений в турецком языке. Положительные предложения в турецком языке делятся на две группы по составу сказуемого: положительные именные и положительные глагольные предложения. В именных предложениях, понятно, сказуемое выражается именем существительным или субстантированными словами и обозначает утверждение существования какого-либо предмета или же состояния. Положительные именные предложения также бывают двух типов: положительные именные предложения по форме и по смыслу, положительные именные предложения, являющиеся по форме утвердительными, указывающие на отрицание. Первый тип положительных именных предложений обозначает реализацию того или иного обстоятельства. Например, «Яшамак бар олдуину дуймактыр». Жизнь – это чувствовать существование. Этот тип предложений не отличается от положительных предложений в узбекском языке, в котором в роли сказуемого выступают также имена существительные или субстантированные слова. «Хасан иджвасы билан гозаль». Клятва хорошо исполнением. Переходим ко второму типу положительных именных предложений в турецком языке, предложениям, которые являются по форме отрицательными, но которые носят утверждение. Хикмет Диздаровлы приводит следующие способы образования данных типов предложений. Однако надо отметить, что предложения, которые по форме являются отрицательными, невозможно соотнести к положительным предложениям. Следовательно, предложения, являющиеся по форме отрицательными, нужно приобщить вообще-то к отрицательным предложениям. Например, связка «дейль», употребленная в форме сказуемого отрицательных повествовательных предложений, хотя по форме и является отрицательной, имеет утвердительную модальность. Например, «Хайдар Атламас оğlu muavinden bir kötülük beklemiyor değil». Хайдар Атмасоğlu не ждал от заместителя чего-либо плохого. При помощи сказуемого, выраженного должествовательным наклонением и использованного со связкой «дейльма», положительные именные предложения приобретают значение утверждения. «Her gün derslerimizde çalışmalı değil mi?» Разве не каждый день мы должны заниматься, не так ли? Находящиеся в составе положительных именных предложений сочетания слова «йог» вместе со связкой «дейль» создают положительные именные предложения в турецком языке, которые означают отрицание. Например, Türk tarihinde büyük zaferler yok değildir. Нельзя не сказать, что в истории турков нет великих побед. Также отрицательное вопросительное предложение иногда обозначает утверждение. Yakınıyorsun ama derdini söyleyecek kimse yok mu? Ты все еще жалуешься, разве нет человека, которому ты мог бы рассказать о своих проблемах? Проанализировав данные материалы, можно прийти к выводу, что не все приведенные суждения и примеры в работе турецкого языковеда Хикмета Диздаровлы вполне обоснованы. Следовательно, предложение, в котором существуют элементы отрицания, например, связка «дейль» или модальное слово «йог», не может считаться положительным предложением, потому что наличие таких элементов автоматически превращает положительное предложение в отрицательное предложение. К тому же приведенных выше пример связка «дейль» относится к спрягаемым глаголам, то есть глаголам изъявительного и должествовательного наклонения. Предложения, в которых сказуемо основано на спрягаемых глаголах и которые обозначают реализацию того или иного действия, считаются положительными глагольными предложениями. По мнению Хикмет Диздаровлы, положительные глагольные предложения в турецком подразделяются также на две группы. Отрицательные глагольные предложения по смыслу, по форме, а также положительные глагольные предложения, утвердительные по смыслу, отрицательные. В турецком языке различаются следующие формы утвердительной модальности. Например, сказуемые выраженные утвердительной формы глагола образуют
положительные глагольные предложения. Никахтан sonra nikahlayımı görmeye gittim. После помолвки я ушел, чтобы увидеть свою невесту. Такой же тип предложения является нормой для узбекского языка. Хизматкар hayatından наланды. Слуга пожаловался на жизнь. Предложение, в которых сказуемое выражено двумя отрицательными глаголами, обозначает утвердительную модальность как в узбекском языке, так и в турецком языке. Таклифны баджамасан болмады. Нельзя сказать, что он не понял этого. Иногда отрицательные и вопросительные предложения в турецком языке с помощью специальной интонации могут нести значение утверждения. Cevat Bey, siz isterseniz de olmaz mı? Например, Cevat Bey, неужели, когда вы хотите, нельзя? В узбекском языке вопросительное предложение тоже значение утверждения может так подчеркиваться с помощью связки «эмас», которая является эквивалентом слова «değil». Ошо сызлар «эмас мадингес»? Вы не те ли парни? Определенная интонация помогает приобрести положительное предложение значение отрицания. Например, в узбекском языке «Biz yalan yigitlar endi nimadan qo'rqamiz». Теперь нам, смелым парням, чего бояться? То есть ничего не боимся. Определенные грамматические формы в узбекском и турецком языках превращают положительное предложение в отрицательное. Например, где причастие с окончанием «б» в соединении с вспомогательным глаголами «бульмак» находиться, который находится в форме «и» аффиксы спряжения тоже носят отрицательную модальность. «Бакры бобсан». А ну-ка кричи, то есть не можешь кричать. Та же грамматическая форма, где в роли вспомогательного глагола вступает глагол в слово «олмак», «умереть» также имеет значение отрицания. Эта синтаксическая единица почти что достигла формы выражения, в котором первый глагол можно изменить, а второй нет. Например, «устингизнан кулюб олюб мамма». Неужели я смеюсь над вами? То есть не смеюсь. В турецком языке глаголы прошедшего времени на аффикс «мыш» будущего или настоящего будущего времени в отрицательной форме третьего лица в единственном числе, использованная вместе с вопросительной формой вспомогательного глагола «умак», также являются утвердительными по смыслу, а по форме отрицательными. При этом утвердительная модальность имеет оттенок точности. Например, «Söylediklerimizi anlamaz olur muyuz?» Неужели мы не поняли то, что вы рассказали? В точности все поняли, имеется значение. В этом случае значение утверждения выявляется при помощи синтаксических и интонационных способов. В турецком языке, в отличие от узбекского языка, отрицательное предложение делится на две группы: отрицательные именные и отрицательное глагольное предложение. Чтобы не занимать время, на этом я особо не буду останавливаться, потому что данные типы предложения также образуются при помощи связки «değil» и отрицательных аффиксов. Кроме этого, в турецком языке есть отдельный момент. Слова, образованные при помощи аффикса «siz», употребленная функция сказуемого, образует отрицательное именное предложение. «Bakışlar isteksiz, umutsuz», взгляды без желания, без надежды. В узбекском языке прилагательные образованы с аффиксами «но», «сыз», «бе», употребленная функция сказуемого образует отрицательное предложение. То есть в этом случае в узбекском языке три аффикса употребляются в данном значении, в турецком языке один. Это в узбекском языке аффиксы «но» и «б» — это преаффиксы, то есть они заимствованы из таджикского языка, поэтому оно является очень употребительным в узбекском языке, а в турецком языке нету. Например, «мен бу махаматке налоюкман», «я недостоин такой милости». Значит, между этими аффиксами в сравнимых языках есть существенные различия. В турецком языке... Нарбаевна, по времени тут надо бы закругляться. Все, я тогда, суммируя сказанное об объекте исследования, можно констатировать следующее. Отрицательные и положительные предложения сопоставляемых языках считаются достаточно детально изученной темой. В узбекском языке эти типы предложений классифицируются по признаку модальности. В турецком языке же эти виды предложения общепринято называть типами предложений по значению. Необходимо также отметить, что в турецком языке положительные и отрицательные предложения подразделяются на более мелкие группы, которые не наблюдаются в турецком языке. Также в узбекском и в турецком языке наиболее распространенным морфологическим способом является присоединение аффикса «маме», то есть это отрицательное предложение, чтобы образовать отрицательное предложение, к
Кроме этого, употребляется связка «эмас», «йог», частица «на» в узбекском языке, связка «дейль», модальное слово «йог» и частица «на» в турецком языке. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, кадрлы иптештер, тагы безнең ситил вәкиле, хәзер доклад менән сыгыш яхарга тиеш. Это Чернев Вячеслав, представитель Польши, doctoral student of the University of Warsaw, and outlined on the analytical morphology of the Bashkir language on attempt of algorithmic description of the verb forms. Вячеслав, вам слово для доклада. Вячеслав Валентинович, вам слово для доклада. Вячеслав Валентинович. Hello, can everyone hear me? Okay. It is Hello? wonderful for us. Okay, great. First off, I sincerely greet everyone at this conference. I'm really glad to be present here at the moment. And it is a great pleasure and honor for me to be present at the first most important part of that conference. As it was said, my article is devoted to the analytical morphology of the Bashkir language because, well, we all know that Professor Marat Zainullin, Professor Zignur Uraksin, and all others were not only great masters in their field, in the field of language science, but also prominent teachers. And it is very important to keep track of modern modern tendencies in the language science and to modify the teaching programs accordingly. Thus, we are to pay attention not only to how we teach, but also to what we teach. Well, it is very well known that since the Bashkir language has acquired its written form, we can say that the description of the Bashkir grammar has been carried out in an uninterrupted way. Well, hello? Can you hear me? I think something went wrong. Okay. Well, as far as the Bashkir grammar is concerned, we all know that, well, it was already mentioned by Professor Samsitova and Professor Hisamedinova that one of the authors of the Bashkir grammar was published in 1981. The normative Bashkir grammar as of today is Professor Zainullin, and he, well, besides that, he's a very prominent author of of some other books on Bashkir morphology. So the morphological categories outlined in the Bashkir grammar in 1981 are predominantly based, sadly, predominantly based on Indo-European grammar and particularly on Russian grammar. That not deem all the previous massive of publications concerning the Bashkir grammar incorrect, wrong, or unnecessary. No, I don't mean that. Instead, I should suggest that up until now, there has been no Bashkir reference grammar, first off, outlined on the basis of Bashkir language concepts and not those influenced or induced by Indo-European language speakers. And secondly, this reference grammar is to include a vast material on conjugation and declination models in the language. We all know that that basically most of the Bashkir verbs are conjugated according to the same model
the only difference being the phonetic variants of the affixes. However, the teaching practice suggests that instead of teaching the rules of the language, especially when it concerns, the Russian speakers or English speakers learning Bashkir as their second language or a foreign language. Instead of that, we may do the same thing Professor Zalizniak did with Russian. I stipulate, I suggest, I claim, and I have a proof for that, that there is a fixed number of models, like concrete models, a Bashkir verb can be conjugated according to. Technically, it is easier to describe the Bashkir verbs than the Bashkir nomina. I say nomina, not nouns, because this category includes nouns, adjectives, adverbs, and all the other things like not pertaining to verbs. Because the verbal stems do not, among the verbal stems, there are no clear loan words. Everything is adapted to the Bashkir system. Thus, the only thing to consider, the two things to consider are as follows. The first one is the ending syllable, the last syllable of the stem, and the second thing is the number of forms. In my previous articles, I published inter alia in the Bashkortostan Lughat I have dwelt upon the forms that the Bashkir verb actually has. So the list is actually wider. The list is actually wider as the Bashkir, wider than the Bashkir grammar of the 1981 suggests. As far as the forms are concerned, there are several forms I'd like to add to the Bashkir conjugation pattern, and these are, first off, two abstract nouns, kilganlik and killerlik, as an example. The first one can be declined. The second one is basically unchangeable, except for the izafet form, the definite form. Apart from that, I would consider two nomina modalia, the model nouns, as part of the Bashkir verbal paradigm. These are alghe and alahe, or kilge, kilahe. These forms are not regarded in the verbal paradigm in 1948, nor in 1981. They have not been described in detail in these grammars. Honoring Professor Zainullin's heritage and his legacy, his contribution to the Bashkir grammar and the teaching methodology, we are to include these forms in the Bashkir conjugation patterns, because these forms cannot be regarded as the variants of some other forms, as the 1948 grammar by Dmitriev suggests. Apart from that, it has been stated in the article, and you can see it in the text, I guess, that there are 28 different models according to which each of the Bashkir verbs can be conjugated. This includes all the phonetic variants, as far as some peculiarities of verbs like ti, to say, and e, to be an auxiliary verb. As far as the nomina are concerned, first off, I would suggest that according to the that we do not stick to the Russian standard in describing the parts of speech, but rather use a more common terminology in the linguistics in general, and those that are present in the Semitic, Turkic, and other language descriptions. So technically, there are no forms that are strictly that have a strictly one meaning of a noun,
Моныһын башкортса әйтһәм ыксымрак булалыр. Мин әлбәттә инглизчә әйтә алыр идем, әмма бу фикер бик мөһим һәм уны яңа грамматикага индерү зарур дип уйлайм. Башкорт телендә саф исем мәгънәле һүзләр юк диярлек. Сөнки һәр бер исем контекстка карап я исем, я сифат булып китә ала. Исем мәгънәһенә, я сифат мәгънәһенә ия була ала. Мәсәлән, башкорт дигәндә үзем башкортмын дип әйтһәк исем була, ә башкорт теле яки егете яки кызы дип әйткәндә әлбәттә сифат мәгънәһенә ия була. Шуны исәпкә алып, бuna шул урыс теленән алынган һүз төркемдәре классификацияһынан баш тартып, дөйем тел гыйлеменә һәм дә Сәмит, Хамит, кайбер төрки телләргә хас булган фәнни классификацияга күсеүде хуп күрер инем. Well, икенчедән тагы зур бер төркем бар бит. Ул да ике хәзерге һүз төркеменең ике һүз төркеменең мәгънәләрен берләштерә. Ул да булһа рәвеш белән сифат. Матур кыз, матур яза дигәндә бер үк һүз ике мәгънәле кулланылып йөри һәм был башкорт теле грамматикаһында урыс теленән һәм дә башка һинди Европа телләреннән айырмалы рәвештә табигый һәм даими күренеш. Буны бер дә инкар итә алмайбыз, әмма нишләптер был башкорт теленең был эске фактынан сыгып грамматика әсбаптары бұл күренеште тасвирламай. Һәм өченче төркем дип әйткәндә ул саф сифаттар, ягъни сифат мәгънәһеннән башка бер мәгънәне лә сагылдырмаган һүзләр. Уларның кайһы бирләре, мәсәлән, зур яки бәләкәй башкорттың үз һүзе, күбеһе я гарәп, я фарсы, я урыс телләреннән алынмалар. Мәсәлән, иҗтимагый, сәяси, катгый, уникаль һәм башкалар. So based on that, we are to consider these tendencies in the actual modern language. We are to develop a classification of nominal declination patterns. These are more complex than the verbal ones because there are lots of loan words in the among the nomina in Bashkir, which also influences the declination. Besides that, there are some nomina that have no plural or cannot be declined or cannot be declined, or cannot acquire certain affixes. Well, all in all, honoring the legacy by Professor Zainuddin, honoring the great work that had been done previously, we are to dwell upon a new reference grammar of Bashkir. First off, in Bashkir, and secondly, in other languages, including English and Russian. Һәгымтаны башкортса кабатлаһам яхшырак булалар. He can беренче елгы грамматика башкорт теле гыйлемендә бер терәк, бер мөһим этап булуына карамастан, был грамматикага хас булган концептларны яңартырга башкорт теленең үзеннән сыгып, мәсәлән, урыс яки башка бер телгә таянып түгел, башкорт теленең үзеннән, уның фактларынан, уның логикаһынан, мантыгынан сыгып,
ошол грамматик концепттарын тасвирлау тенденцияһын дәвам иттерергә тиешбез. Һәм дә ошо башкорт морфологияһын алгоритм рәвешендә тасвирлауды ла мин күп күрәм һәм мин ошо өлкәлә эшемде дәвам итәм. Хәзерге язылып беткән докторлык һеҙҙең кандидатлык диссертациямда тап ошо тема менән бәйле. Ул Мостай Кәрим әҫәрҙәрендә ҡылым формаларының синтаксик функцияларына бағышланған. Әгәр дә бына ошо эшемде, хеҙмәтемде дәвам итергә мөмкин булһа, насип булһа, әлбиттә башҡорт теленең грамматикаһын һәм дә морфология һәм синтаксис үҙенсәлектәрен ентекле тасвирлауҙы күп күрер инем. Барығыҙға ла рәхмәт. Һорауҙарығыҙ булһа, яуап бирергә әҙермен. Бер моментта онотҡайным. 81 йылғы грамматика белеүебеҙсә урыҫ телендә сыҡҡаны бар, инглиз телендә reference grammar тигәндәрендә күргәнем бар, Индиана университеты тарафынан сығарылған. Башҡорт телендә, башҡорт концепттарынан, башҡорт теленең эске логикаһынан сығып, грамматика китабын бер кемдән дә яҙып ҡарағаны юҡ. Урыҫ телендә баласынан урыҫ телендә һөйләшкән кеше булараҡ, мин ошо грамматиканы үҙем дә рәхәтләнеп уҡып сығыр инем, йә булмаһа рәхәтләнеп ятыр инем. Вячеслав Валентинович, һеҙҙең сығышығыҙ бик ҡыҙыҡ һәм сифатлы. Ҙур рәхмәт һеҙгә, ҙур рәхмәт, уңыштар һеҙгә теләйбеҙ фән өлкәһендә. Wonderful. Report is very interesting. Thank you. Yeah.